Ассаламу алайкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Не все получается у нас, как бы мы хотели, но будем стараться, по крайней мере. Альхамдулилля, Аллахан, держаться дальше, пока, по крайней мере, держится. Не знаю, как, что дальше будет, конечно, но держаться дальше. Так, сейчас. Да, у меня боец по воле Всевышнего Аллаха Мукшмеш. Да, я их шу. Хелу Ахалаха. Дикчу мне сам ты свой. Дикиду. Ну, я, по крайней мере, сейчас отвечу. Здесь был один Чингачкук, который говорил, что может рассказать мне мою историю. Что-то, когда... Да, ДРСЛ. Ахуаму Алихан. Мушалмуева. Как всегда. Все они историки, когда ходят по чужим группам, пишут того, что они знают, но так, когда ты начинаешь с ними говорить, все немножко иначе бывает. Заканчиваю свои дела здесь. Здесь это где? Дома, не дома? Прекрасно. У Виноградов, честно сказать, личность очень неординарная.
Некоторые люди говорят, что он валикум ассаламу рахматуллахи баракатуху, что он очень много навредил нам. Некоторые говорят, что он очень много помог, но я не удивлен даже, что либо если там сделает Виноградов или делал. Да, я Хасанович. Я отец. На самом деле э, моего отца было второе имя. Его никогда Хасан не называли, но его всегда называли, давали, вы знаете, второе имя отцу, чтобы ребенку, чтобы долго жил и так далее и тому подобное. Моего отца звали Резван. Резванович должен был быть, но поскольку по паспорту Хасан, то и я Хасанович. Лучше дома и со своим народом и родиной. Согласен, Альхан. Согласен, это в тебе говорит родная твоя кровь в любом случае. Чувствуется. Вот, ну, как говорится, ассаламу алейкум, ассалам. Так вот, я вот последнее время смотрю за работами некоторых представителей. Так, эти люди, конечно же, вне всякого сомнения, делают все, чтобы не столько помочь нам, сколько навредить. Поэтому в любом случае, даже сами наши представители, в кавычках наши, но время такое, всегда рассуждать, время лучше, наверное, из лекарств. И оно показывает, кто же был прав, а кто нет. Многие вещи, которые мы порой даже не представляем, потом выходят настолько наружу и становятся явными, открытыми, известными, что отрицать их бывает очень сложно. Что бы кто ни говорил, история показывает многие ошибки, история показывает, кто был прав, и кто все-таки немножко преувеличивал. Насчет ауха хумма, аух. Насчет ауха будет до тех пор, пока не будет решен вопрос Ауховского района. Аух — это боль чеченского народа, и эту боль рано или поздно от этой боли нужно лечить эту боль. И я надеюсь, что придем к тому, что истина будет превыше всего. Конечно, не каждый это поймет. И все же. Ассаламу алейкум, башлам. Если у Байсангура не было руки, глаза и ноги, как он перезаряжал оружие и одновременно управлял конем? Чеченец. Конечно, ты ник создал такой вообще непалевный 95. Я, честно сказать, что касается коню его привязывали. Многие это знают, этот факт. Что касается оружия, валикум ассалам. Валикум ассалам. Моменты заряда оружия, ну, в то время, в принципе, все знают, каким образом по одному выстрелу, один выстрел, потом нужно было время перезарядить. Это не оружие, которое многоразовое. А так он в основном управлялся саблей, мечом, как угодно называйте. Это кремниевый пистолет. Не думаю, что у человека, который столько лет воевал, что не было возможности. И кто-то из наших подписчиков поддержал и задонатил. Огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, помогает понемногу. Я всегда рад, благодаря. Да, я хотел бы поблагодарить моего брата Магомеда, нашего подписчика, зная небольшие затруднения нашего канала, вне эфирного времени тоже отправил по
номер вот этой карты, донат, благодаря чему сегодня мы можем спокойно провести стрим. Я и не устану, наверное, говорить и благодарить брата Ибраима, Das ist Deutschland, который тоже помогает мне со всеми техническими работами, абсолютно добровольно, патриотично, потому что технические возможности у него есть, а у меня их пока, к сожалению, нету. Ни макбука, ничего такого, поэтому у нас только один телефон, остальные технические гаджеты и проблемы помогает Ибраим. Совсем в основном с этим касающийся. Что касается книг, карт и немножко финансовой поддержки, совсем мизером по мере возможности, это вы, благодаря всем те, кто может себе позволить помочь. Да, раньше было немножко проще, когда можно было через PayPal отправить. Многие наши братья с Европы, ногчи тоже пытались понемногу задонатить. Сейчас это тоже возможно, но это нужно делать через YouTube. В YouTube есть ссылка Donation Alerts, и Ибраим его включает и через него отправляет. Но многие не знают. Как говорит мой брат Ибраим, он всегда говорит, к сожалению, я самый молодой в Ютубе среди всех. Многие не знают, как помочь, как отправить там донат и так далее и тому подобное. Ну, что поделаешь, такова жизнь. Эрстанхоевский Волк, мой брат-композитор, на связи. Тоже рад тебя видеть, Аптечка. У Байсангура пулемет был эксклюзивный. Я не знаю, знаете, эти вопросы, которые задавали, особенно Валикум Салам, которые задают там, говорят, а как Байсангур одной ногой, одной рукой мог стрелять, перезаряжать и так далее и тому подобное. Вы рассказываете, задаете этот вопрос, а сами рассказываете, что имам Шамиль, являясь на двух ногах с ребенком, перепрыгнул расстояние почти что, когда пробивался из-за Хульга, чуть ли не 200 метров перепрыгнул эту местность. То есть чеченцы не задаются этим вопросом, не говорят это, потому что ни один олимпийский чемпион, тем более с ребенком, какой бы, тем более он не был силой, не может такие даже 20 метров перепрыгнуть, имеется в виду преодолеть эту местность, тот, кто был там. Но я, честно сказать, не задаюсь этим вопросом. Я понимаю, что у страха глаза велики, и многие Ассаламу алейкум, дуарач аречкар, ва алейкум ассалам, цер аречкар. Умалт, брат. Цечоевский узбор, ногчи цечот узбор. Умалт. Вот. Поэтому эти моменты, конечно же, задаются. Потом некоторые рассказывают, человек, который воевал и чуть ли не стал жизненным кредо человека, воевавшего, рассказывают, что когда Байсангура брали в плен, там его сестра, жена залила ему там его в его оружие воду, оно заржавело, и туда залило, и в ножну, где нож залило, и в пистолет залило. То есть Байсангур Биноевский — это национальный герой чеченского народа. И тот, кто пытается оскорбить, принизить, унизить его, этот человек является в первую очередь завистливым человеком, сам никогда в жизни ничего, лишний раз даже ручку не поднявшим человеком. Вот. А с другой стороны, сразу можно понять, что это не тот вопрос, который реально хотелось бы этому человеку задать. Зависть, чернь, презрение, задеть каким-либо образом. Конечно же, у нас было очень много героев. Это, помню, мне задавали вопрос, ассаламу алейкум башлам, Ибрахим Бюстик, Масер Нож. Ибрахим Бюстик, ДРС Хилмаса.
никто не задавался вопросом про шейх Мансура. Мне как-то один Сюли там начал утверждать и говорить, типа, а вот как это шейх Мансур был имамом Кавказа, кто его назначил, кто ему сказал, ну, чуть ли не таким образом, кто ему давал добро на это. Элементарно, хотя есть четкое понимание того, что в адыги, наши братья адыги, описывают, и профессор, адыгский профессор тоже описывает это в своей книге, и не раз и ученые адыгские, которые не понаслышке знают, что такое война, описывают и говорят, что шейх Мансур был имамом Кавказа. Но исходя из того, что имам Кавказа, понимание его добровольческой армии входили почти что все народы Кавказа, все, кто прислушивался, все, кто был с ним рядом, они максимально прикладывали усилия и шли с ним до конца. Даже некоторые кумыки, которые сегодня пытались там, не зная ни Б, ни М, я говорю о том учителе, который пытался одно время принизить шейха Мансура, он не знал элементарно простых вещей, что большинство-то за шейхом Мансуром шли в первую очередь из самых наших соседей были кумыки, большая часть. Ассаламу алейкум башлам, да, пайдя, юэла эфир ларамца. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, дерес хил, да, сейдуэл. Вошла, так, я поэтому за эти вещи не переживаю. Башлам, в Чечне у Шамиля много воинов, дагестанцев было. Знаешь ли что-нибудь об этом? Конечно, знаю. Ну, во-первых, в Чечне Шамилем, когда Шамиль пришел раненый, когда его многие, не скажу, предали, не скажу, но оставили его, он пришел, их было 4 человека. 4 человека. По другим данным, их было 2. Вот, тот же Аль-Карахи говорит 4 человека. Самое большое количество, которое я слышал, когда имам Шамиль был раненый, изможденный, пришел в Чечню к своим братьям, соседям, у него было самое большое количество, которое я слышал, это было 7 человек. То есть не было здесь никаких сюлей, воинов и так далее. Чеченцы его вылечили сперва, он был в Биное. С Биное его отвезли в Шатой, там лечили месяц-полтора, кажется, если я не ошибаюсь. После этого уже непосредственно, конечно же, имам Шамиль, вне всякого сомнения, как один из возглавлявших восстание, человек, который вел сопротивление против царской России, ну и Иса Гендер-Гноевский, вот, вместе с ним Джоудхан, вроде бы говорят, но пару человек, их уже в Урус-Мартане на общем собрании приняли решение сделать его имамом Чечни, а потом уже непосредственно Дагестана. Потому что до этого он был только имам Дагестана. Но после того, как полностью весь Дагестан уже перешел как таковой в руки царской России, осталась очень труднопроходимая и очень воинственная Чечня, которая по сути своей стала плотом дальнейшим 20-летнего без малого сопротивления. Он где-то 4 года, кажется, вел свое сопротивление в Дагестане. Ну, я не могу сказать однозначно, но говорят, что в Ахульга должно было прийти большое подкрепление для того, чтобы там помочь Шамилю. Также сегодня уже начали появляться информация о том, что на самом деле даже во время боев в Ахульго рядом с Шамилем были чеченцы, их фамилии тоже есть. Поэтому, по крайней мере, 4 человека были. И они отдали жизнь за Шамиля.
Ну, я хочу, чтобы вы понимали, речь не о Шамиле идет, речь идет о Газавате и о мюридизме. Братья Байсангура Биноевского, коих они вместе, их было 9 братьев, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, да, кажется, 9 было их братьев. Вот. А, 9 братьев, они все в основном отдали жизнь, м, отдали жизнь за Газават и помогали, начиная, многие из них были на стороне Ташухаджи, конечно, Саисанского. Ташухаджи является одним из самых авторитетнейших и религиозных, и военных деятелей. Поэтому, поэтому нужно понимать это и нужно знать это. А, Не все так просто было, конечно, как многие сегодня пытаются передать. Сам же Байсангур, как и его братья, по стопам своих братьев шел, дал обет, что до конца будет вместе с Шамилем. Именно этот фактор, когда Сойгир Гендергноевский, а, а, Сойгир Гендергноевский вместе со своими а, друзьями во время, когда Шамиль пришел, и они закурили трубку, это уже ближе к концу, 58-й, кажется, 58-й год был, 1858-й. Малая Чечня была залита вся кровью, и они вот недовольство свое высказывали, когда закурил один трубку, а Шамиль, вы знаете, да, категорически был против курения, ну, за шариатское государство. Тут как бы выразили свое недовольствие. Что это такое? Шамиль сказал, что это такое. Байсангур в этот момент, это, вы знаете, полевой материал, сказал, что вот именно об этом я вам и говорил. То есть уже часть Малой Чечни начали отходить от него. Многие вещи начали не совпадать, дела. Да и Чечня уже была столько лет, 20 лет в войне, и неимоверные человеческие потери в Кавказской войне. Просто-напросто люди не выдерживали. Уже сменилось чуть ли не второе, третье поколение. Вот отец Сойгира был один из ведущих тоже наибов имама Шамиля. Вот из-за мужества и любовь к нему он поставил его сына наибом тоже в этой местности. То ли в Шатойском районе, то ли в Урус-Мартановском районе, так, Гендергноевский, Суалгир Гендергноевский. Вот. И Байсангур ничего не сказал этим ребятам, но, однако, когда Шамиль вскочил в гневе, вышел оттуда вот с этого дивана, он последовал за Шамилем. То есть фактически до самого последнего, до того, как он принял, почему вся вот эта дилемма идет о том, что Шамиль сдался, не сдался и так далее. Сдался, не сдался, это второстепенный вопрос, то, что он вот оставил этот путь до этого момента, как он поклялся, так он и шел до конца. Вместе там, с определенными людьми, кто пойдет, кто не пойдет, за ним было принято решение уже прорываться. Многие в эту версию не верят, но я очень сильно доверяю полевым материалам. И тут речь не о Тимуре Муцураеве, не имаме Алим Султанове. То, что они выложили в творчество, свое народное творчество, это, конечно же, вне всякого сомнения является только тем фактором, то, что было. То есть они перенесли. И они, конечно, без этого мы знаем, что мы каждый раз приводим про Байсангура Биноевского вот этот момент и рассказываем об этом. Ну да ладно, сейчас не об этом суть идет речь о том, что в начале вы можете его Аль-Карахи прочитать, который был личным писарем имама Шамиля, и он говорит, и многие газеты дагестанские, и многие, даже если будет перелетать ворона со стороны
соседнего Дагестана, а точнее, говорю, со стороны аварцев, чтобы ее чеченцы пристрелили, не допускать. Там ряд идет, там если мулла, там убить там кого угодно. С той стороны настолько сильно Шамиль был обижен. Само собой, там и речи не могло. В дальнейшем, конечно же, ситуация изменилась. Может быть, те наибы, которые были у Шамиля, как-то донесли, что не все были, не смогли добраться. Но в любом случае небольшое количество потихоньку начало объединяться. Но вначале, конечно же, было меньше. Сегодня, да, некоторые, так скажем, сказочники пытаются донести и сказать, что я вам рассказывал много раз, что армия Шамиля там было 11 тысяч дагестанцев. Нет, 10 тысяч дагестанцев, чисто дагестанцы, а остальные были чеченцы. Конечно, что является очень смешно. Дело в том, что самое могущественное время у Шамиля армия составляла всего лишь 14 тысяч. Получается, если 10 тысяч было дагестанцев, я уже не говорю о тех остальных, которые были на стороне Шамиля, там, кабардинцы были, адыги были, уже не говоря, были и армян был, и осетины, некоторые наибы были из Осетии, дегорцы. Но это же все, как бы, как говорится, это все известный факт. Не считая их, получается, что чеченцев там фактически в армии не было. Однако Шамиль, что очень странно, конечно, две столицы имамата были в Чечне, Ведено и Дарго. Вы знаете, да? Дерг. Не Дарго от даргинцев, а Дерг, Делга. Это чеченские. Это, многие там рассказывают сказки, якобы, что это от даргинцы построились. Нет. Имама Шамиля и не было, когда существовало село Дерг. Оно принадлежит, основателем его является белготоевцы, который является исконно чеченским тайпом. Но сейчас не об этом, как бы, так, про между прочим. Вот, две столицы были здесь, и тем людям, которые говорят, что 10-11 тысяч было воинов только с Дагестана, якобы, что все муртазеки были тоже только Дагестан, это элитные войска, которые, вообще-то говорится, везде, по всех, что были только чеченцы. В основе в начале были все наибы, главные, приближенные, самые лучшие: Талхик, Батуко, Швайб, Мулла, Центаровский, Байсангур, Биноевский, Салтамурад и все остальные, Садулла. Их сколько было, они были чеченцами. Но ситуация такая, начали рассказывать уже, что здесь были в основном. Конечно же, это не является достоверной информацией. Элементарно возьмем, смотрите, когда были чеченцы, и основной силой армии имама Шамиля, когда после объединения были чеченцы. Могу пояснить, за 20 лет, пока 19-20 лет, пока имам Шамиль был с чеченцами, его никто не грабил, он воевал, был во главе. Через 20 лет, если логически посулить, когда даже если гипотетически 80 или 85% дагестанские, то есть дагестанцы были в армии Шамиля, когда он уходил, и когда чеченцы уже окончательно отказались от его правления, вопрос возникает: с ним должна была быть армия, ну, хотя бы, по крайней мере, 2-3 тысячи человек. Раз чеченцев там была горсть, и чеченцы ушли, там хотя бы должны были остаться 2-3 тысячи. Но по всем данным, вокруг Шамиля осталось, он когда уже ушел, из Чечни ушел, не ограбленный, ничего. Во-первых, сопротивление продлилось 4 месяца. Не 4 года, не год, не полгода, 4 месяца. И все, кто с ним остался, по данным, от 300 до 130 человек. Кто-то говорит, 300 осталось, кто-то говорит, 130 человек. Я не знаю, возможно, там даже
И не дотягивало до 1000 соратников его. Не было столько этих людей. То есть получается, если даже гипотетически чеченцев убрать, маленькое количество, 2-3 тысячи чеченцев убрать, там должно было остаться, там, ну, не могли столько людей погибнуть там, и так далее и тому подобное, там, из 10 тысяч там, все полечь. Да и честно сказать, в Чечне же есть могилы погибших, наибов, всех остальных во время имама Шамиля. Вы посмотрите, по всей территории Чечни единицы захоронений, которые остались от Сюли. Остальные все могилы чеченских наибов. Везде. Почему-то не сжигали дагестанское селение по 5, по 7, по 10 раз. Нету этого. Один Герменчук сжигали фактически раз 10. Валары, Гихи и остальные вот эти местности, я уже и вообще молчу. 3, 4, там 5 раз, которые сжигали. Рассказывать всегда проще. Но рассказываешь то, что у тебя происходило. Ты не знаешь, что здесь происходило. И эта ложь скрывается. А наши наивные люди сразу соглашаются со всем этим. А, да, и что, царь Бог ждала, и что. Да, это не так. Нужно апеллировать фактами, в первую очередь. У меня вопрос. Многие дагестанцы утверждают, что Байсангур не был в Гунибе. Есть вариант про этот момент? Нохчикант, я про этот момент печатал, публиковал очень много моментов, я это рассказал. Вот. Я многие вопросы, может быть, пропущу. Так, Башлам, как приняли чеченцы и дагестанцы друг друга? Как понимали чеченцы и дагестанцы друг друга, точнее, язык, которым он общался? Ну, чеченцы говорили на чеченском языке и использовали арабский. Но также в основном использовался и кумыкский язык. Имам Шамиль знал, говорят, 3 языка. Кумыкский, тюркский точнее, аварский и арабский. Вот эти 3 языка. Вот. Башлам, ассаламу алейкум. То, что долгие ночи описано, как турки мухаджиров ночью расстреляли, это правда? Да, правда. Это тоже абсолютно правда. Многие не понимают. Насколько я знаю, хочу вам пояснить. Многие думают, что турки, в первую очередь для меня самое важное это ногчи, чтобы вы понимали. Вот. И когда начинают мне рассказывать, вот там Эртугрул, там это и так далее, я не против. Это история Турции, это их родина, и она находится там. Но если вы думаете, что турки будут любить больше, даже если при создании великого Турана, о котором бредят и мечтают тюркоязычные народы, что они будут относиться из-за ислама или чего-то лояльно к нам, вы очень сильно ошибаетесь. Никто не будет считаться. У каждого свои интересы. Конечно, повсюду будут пытаться тюркоязычные. Это такие простые примеры. Элементарно, я хочу вам привести один пример. Когда турки начали восстанавливать и строить проспекты, и здесь некоторые моменты, которые начали они заниматься восстановительными работами, бригадиры начали вкладывать, инвестировать турки. Догадайтесь, кого они больше всего подтянули с Чеченской Республики. Вы думаете, что на ведущих или высших местах, которых они ставили, были чеченцы? Вы глубоко ошибаетесь. То есть даже среднее звено они ставили таких же тюркоязычных, как и они, но из местного населения. То есть те, которые проживают и являются тюркоязычными. Будь то балкарцы, будь то карачаевцы, будь то кумыки, то те, кто знает этот язык. Вот это говорит о многом. Они не будут учить чеченский язык, они не будут учить... Вы должны понимать, мухаджиры проживают в Турции, проживающие, те, кто еще сохранил родную речь, это еще хорошо. Но в основном
но в основном, как таковой, у них своя политика. Мы разговаривали с вами, с потомками мухаджиров. Он рассказывал, что они очень сильно большие националисты, и у них своя идея о Великом Туране. У персов своя идея, у России своя идея. У каждого своя идея. А у нас не может быть своей идеи чеченской. Почему? Потому что когда она является, ее становится, кто-то начинает об этом говорить, вы в первую очередь начинаете обвинять там во всех смертных грехах, начиная с меня, что называя меня там националист, там чеченский и так далее. Если ты любишь свою родину, если ты продвигаешь свое родное что-то, почему я должен быть националистом? Само собой, договоренность между Турцией и Россией была, что переселившиеся мухаджиры, они будут в хороших местах и так далее и тому подобное. Но когда начали перебираться, во-первых, там произошло несколько, после того, как начали переходить голод, холод. Это же не только нас касается, как мухаджиров. Сколько адыгов погибло, переплывая в море, тонули, трупы просто плавали. Раз. Есть полевой материал, где рассказывали, что Черное море было усеяно в трупах. Просто-напросто каким-то образом, я не знаю, то ли лодки не выдерживали, то падали, что-то, шторм, не шторм, люди погибали. Очень много черкесов погибло. И чеченцев, само собой, когда начали доходить, они поняли уже, что их не везут в лучший мир, лучшие земли. Во-первых, их поселили среди курдов и армян. Там произошла стычка, где чеченцы жестоко начали давить, и кровь текла рекой. Это уже после того, как дошли до туда. Точно так же в этом сражении, сопротивление, когда Саадулла понял и хотел вернуться, начали с этой стороны стрелять, не запускали царская Россия, с той стороны турки, и между этих двух огней оставались определенное количество недовольных чеченцев. Их посадили не на благодатные земли, как многие думают. В дальнейшем, конечно же, они осели. И зная это, чеченцы же не сидят в одной Турции. Почему вы не думаете? Огромное количество осталось, но другие ушли оттуда. Ушли дальше на восток. Поселились в Палестине, небольшое количество в Египте. Большое количество было до 15 или 20 тысяч, если я не ошибаюсь. От 10 до 15 тысяч в Шаме, в Сирии, в Иордании. Самая большая, Урду-Махка. Переселились туда. В Ираке поселились. Насчет Ирана я не знаю, нет у меня такой информации. В дальнейшем эта часть уже стала Израилем, вы знаете, в 20 веке. И теперь у нас, получается, часть чеченцев живет в Израиле. Но когда они переселялись, не было такого государства, как Израиль. И они переселялись в Палестину. Вот. Понимаете? Вот так оказались чеченцы в Израиле. Я уже говорю про тех, которые являются исконно чеченцами. Большое количество сократилось, но в Сирии из-за войн и так далее. Осталось где-то до 3000 потомков мухаджиров, растворились. Самая большая сейчас диаспора чеченцев проживает в Турции, которые при той свободной любви, как вы говорите, Турция, если бы это было бы так, не забывайте, из 100-150 тысяч чеченцев, которые мухаджиров переселилось, есть в Турции, только 10-15% знают свой родной язык и держатся в рамках вот этого национальной идентичности. Остальных тюркоизировали. И они сегодня, да, они говорят, мы, наши потомки из Чечни, но не знают чеченского ничего, они стали турками. Некоторые даже этим гордятся. Я помню, я сделал пост этого, как его же звали, в Ельцинце, и задонатил брат Апти. Апти дался, да, духуахуал.
ДРС Хил за поддержку, за то, что поддерживаете меня и наш канал. Вот. Так, А, так, сейчас. Сейчас я отвечу. М, Так. Сейчас я объясню, подождите. Время эфира. Вы знаете, если говорить о том, что якобы они вот тут здесь написали мне, а, сейчас я отвечу на вопрос ваш. Ну, смотрите, если вы говорите о том, во-первых, я отвечу, чтобы Башлам, у кого может предположить, есть книга про депортацию и про мухаджиров. Название не помню, я говорил об этом. Я вам потом не скажу там о количестве переселенных и так далее есть. Башлам, кес нахал гулям хирбон и штуркш. А так в Турции говорят, очень уважают чеченцев. Опять же, я не говорю, что не уважают. Я не говорю, что там относятся плохо к чеченцам. Я этого не говорил, заметьте. Речь не об этом. Речь идет, вы опять же путаете одно с другим. Вы путаете то, что хорошие отношения, человеческие отношения и о национальной идее, о том, что мы должны придерживаться своего пути, что мы должны остаться чеченцами. Я вам об этом говорю. Нас Всевышний создал такими, и мы не тюрки, мы не аварцы, мы не индейцы, мы нохчи, и должны ими остаться, пока до наступления судного дня. Я об этом говорю. Почему-то, к сожалению, многие люди вообще не понимают, что я говорю и почему я так говорю. Это все дело в том, что мы стали, вот когда я говорил вам о космополитизме, стали мы космополитами, речь как раз-таки идет вот об этом. Космополиты — это люди, которые говорят, где бы я ни поместился, там везде хорошо. Это не так. Есть родина, есть дом. И если бы это не было бы так, сегодня в Аухе бы не было ауховской проблемы. Они бы сказали, ну, мы живем в Дагестане, хорошо. Мы дагестанцы, и все. Вот в этом проблема. Ассаламу алейкум, башлам. Аллах да ладуху ахвал хауэк оман ваймяхкан. Айткалу масана хил дерес хил. Это говорят рабы, которые не имеют своего происхождения. Султан Цецоев. Башлам, почему власти Чечни переименовали ингушское село в Урус-Мартановском районе Галгай-Ари? Потому что, во-первых, нету никакого ингушского села, это раз. Урус-Мартановский район — это Нохчичу. Для начала Галгай-Ари было не в Урус-Мартановском, а в Чхой-Мартановском. Подучи немножко историю, географию, по крайней мере, ингушей от того, что Хасан Бакаев многое рассказывали о том, что если там проживали, дали поселиться ингушам,
небольшое место, чтобы они пасли скот, там жили, поскольку мы братья. Это не обозначает, что это их земля и что это их село. Оно никогда не было ни их землей, ни их селом не было. Если на то пошло, если ты аж так любишь географию, Султан Цицоев, я хочу тебя огорчить. Доселение Галашки до 1858 года, когда еще не было ингушской автономии даже, физически не было ее, не существовало, чтобы ты понимал. А территория Малой Чечни, и есть карты, и они есть у вас. Посмотри, территория Малой Чечни находилась до Галашек. Село есть сегодня в Ингушетии, Галашки называется, ты, наверное, знаешь. Вот до этой территории, это была территория Малой Чечни, чтобы ты понимал. Но мы же не говорим, почему сегодня, почему, я тебе объясню, как оно перешло даже. Дело в том, что имамат вел войну с царской Россией и проиграл ее. И после проигрыша царь-батюшка, то есть Российской империи, распределил и включил эти земли уже в состав ингушской автономии. Чтобы ты понял, не автономия, а ингушского округа. Там он Сунжинский назывался, Ингуш. Это я уже рассказывал. Ну, так я тебе быстро рассказывал. И ты знаешь, представляешь, оно перестало быть чеченским. Оно сегодня ингушское. Как и Даттах тоже стал ингушским. И так далее, и тому подобное. Как и 7 селений, которые глава Чеченской Республики из-за братских взаимоотношений оставил ингушам. И они никогда, ни Дудаев, ни после него, ни Масхадов, ни Кадыров-старший, никто, это были спорные территории, и их никто не отдавал Ингушетии. Никто. Но из-за того, что чтобы были хорошие взаимоотношения, выровнять эту границу, в 18 году по решению глава Чеченской Республики сказал: они наши братья, оставим им эти спорные селения, и оставил их. Вот как они тоже не были никогда ингушскими. Да ингушей там не было в то время. Там в основном-то большее население, которое переехало в этот Сунжинский район, который сейчас в Ингушетии, в Чечне, это Серноводский район. Вот. Жили Уарстхуай. А Уарстхуай в то время, чтобы ты знал, чтобы ты имел понятие, были имамати Шамиля. Они были на стороне имама Шамиля и воевали со своими братьями. Ну, это так, экскурс. Ты задал колкий вопрос, и я тебе отвечаю. Ты можешь хоть вот так все большими буквами написать весь текст большими буквами. Понимаешь? И Галга-Ари – это чеченская земля Нохчичу. Просто поскольку нету понятия такого, Нохчичуа не запрещено Галгачу поселиться, жить здесь. Для нас нету такого понятия. Любой Галга может приехать в Чечню, купить дом, поселиться. И ему никто ничего не скажет. Потому что мы считаем себя единым народом. Это у вас вот это понятие и комплекс такой, Цицоев. Дальше. Давай посмотрим на демографический рост населения Дагестана и убыль населения чеченцев при правлении Шамиля. Давай посмотрим демографический рост населения. Это я знаю. А Худар, поэтому мы делали, как говорится, вот эти разговоры. Население, сколько было и что было. Все дело заключается в том, что прирост населения был в 2 раза, кажется. В 2 раза был прирост населения. А в Чечне сокращение было. В Чечне сокращение было в 2 раза. 2 раза. 2 раза. От всего населения. После окончания Кавказской войны чеченцев осталось настолько мало. Это был ужас просто. По всем данным, которые есть статистическим, 250 тысяч всего осталось. Вот так вот.
Говорили, что корабли были уже испорчены, которые уходили в море с адыгами через которые... Да, есть такая информация. Султан Цизубашлам. Цицоев, мне тебе жалко. Во-первых, ты писать не умеешь. Грамотность у тебя, видать, очень туго. Имя пишется с большой буквы, национальность пишется с маленькой буквы. У тебя комплекс, тебе надо бы подлечиться. Но это уже твои проблемы. Ингуши живут в Ингушетии. Чеченцы ночью живут ночью. Дал маршал Дальхом. Когда коренные жители Кавказа воевали, пришельцы размножались за спиной империи. Башлам, откуда у кумык тюркский язык, если у них отсутствуют тюркские гаплогруппы? Это, братан, не ко мне вопрос. Я, честно сказать, для меня это... Я не буду влазить об Аргнурде в их вопросы. Честно скажу, достаточно большое количество кумыков очень хорошо отнеслось к чеченскому народу, особенно наши чеченские кумыки, которые проживают здесь. И есть тому очень много доказательств. Я много раз об этом рассказывал. Что касается откуда язык, они не называют его тюркским языком. Есть кумыки, которые говорят, что у них не тюркский язык. Честно я вам говорю, они говорят, у нас кумыкский язык, а у турков тюркский язык. Поэтому это отношение, как говорится, каждого свое. Так, как ты к Эрдогану относишься? Я слышал, что в Турции очень уважают чеченцев. Еще раз повторюсь. Эрдоган – президент Турции. Он мусульманин, и для своего государства он хороший. Эрдоган – это президент Турции. Отношусь к нему вполне лояльно, очень даже нормально. Нету никакого негатива. Но он президент Турции. Он турок и любит свою Турцию, и любит своих турков. И это правильно. А я Нохчи. Я живу в Нохчичу, я должен любить своих Нохчи, свою родину и свой народ. Я уважаю, ценю его как мусульманина, как турка. Но не более. Для меня, что турок, что араб-мусульманин, что кумык-мусульманин, они все равны. Но ты должен понимать, это президент, не твой президент. Он не твой президент, он не твоей нации. У него своя нация, свое государство, и у него свои интересы. Вы никогда этого не поймете. И до тех пор, пока вы не поймете, у вас никогда не будет полноценного национального государства. Башлам Керсна, Ахалголям, Хырбон, Турк, опять о своем. Я разве говорил, уж Керсна, Оля, Бойя, ты историю совсем не знаешь. Ты турецкую историю вообще не знаешь. Боюсь, что ты очень сильно разочаруешь, если будешь знать их историю. Очень сильно. В некоторых моментах. Как и в любой. Я разве говорю за Керст историю? Я разве говорю про русскую историю? Там черт ногу сломит. Там у них и так своего... Керст ундуется. Как ты можешь сравнивать Бусулби Керсти? Сравнивать Вашухой? Нохчи хила бас, милу сунца, ацеую цасум, нохчи хила бас, ходок вахак, нохчи хила, кидабеш хила мацабах асвик. Вот и все. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Все на одной программе. Керстнах, Керстнах. Керстнах хал хуже баш дук ба, Керстнах дик баш ба. Так, дальше. Так, дальше. Пропустил много вопросов. Конечно, много чего. Башлам, я тебя прекрасно понимаю, но наши немного в отключке. Такие же наивны, как и раньше, нужно разбудить их шилхидеч. Но если они спят, боюсь, что они проспят все. Башлам. Беркелер ингушский тогда böyлece ингушский. Беркел нохчи чую, Беркел аболгалгай нохчи бу. Тайпан галгай буш. Я вам миллион раз это говорил. Не забудьте эти темы, будьте мусульмане больше. Если углубиться в эту анархию, становится ясно, что мы
Они в мире против всех и вся. Так, дальше. Острой ногти, волщеку и отсюда. Софику. Ну, таких много кто отрицает. Так, вопрос. Когда мусульмане деньгами помогали нам, когда война, тогда они говорили каждый при своем мнении. Я имею в виду, что Аллах помогает с помощью других. Саваш, ты, походу, очень молодой. Ты очень молодой. Башла, можешь хотя бы раз в месяц у себя в телеграм-канале советовать историческую книгу или или по нашим тайпам и так далее. Надеюсь, поймешь, о чем я. Шамиль, смотри, я могу говорить вам, это очень просто. Это такие вещи, которые, ну, я не знаю. Так, сейчас, подождите. Ну, смотрите, давайте поясню вам так. Шам, это был сарказм, бро. Да, я понял, о чем ты. Я понял. Понятное дело, о чем было. Просто некоторый сарказм порой проходит. Ибраим, если есть вопросы с Ютуба, тоже задавай. Книги, конечно, но в основном про тайпа, если вы хотите, лучше, чем книга. К сожалению, другой у нас нету про тайпа книги Амада Сулейманова, у Мамакаева есть. Ну, честно скажу, есть моменты, которые там абсолютно противоречат естеству, так сказать, нашего народа. Так я вам скажу. Такое есть. Что есть, то есть. Вопрос отправил туда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Кудуси гамук шай. Алхамдулиллах. Мадуйке. Кел история, кел овцов, все только старое есть. Старая, да? Я это самое. Я хотел у тебя узнать одну вещь. Угу. По-русски же говорим, да, сегодня? Да, сегодня. Тут одни люди, я вот твой эфир показал им здесь. Они русские сами, у них радио свое. Они хотели с тобой создать, пообщаться, познакомиться, создать общий эфир. Они письмо тебе написали. Ты получил его? Нет, пока не получил. Давно они отправились с предложением, то есть это было... Я уточню еще раз, просто, чтобы ты имел представление, это славянское радио, российское, московское, которое хочет с тобой, наверное, сначала познакомиться, пообщаться, а потом, может быть, дальше больше, как говорится, может быть, иметь... Посмотрим, какие вопросы их интересуют. Какие-то, да, вопросы, может быть, какое-то сотрудничество и в том числе... Конечно, я не могу гордиться, но в плане истории, с нашей историей или взаимной историей, я могу с ними поговорить.
вопрос о сотрудничестве немножко... Нет, сотрудничество я имею в плане именно работы, то есть исторических вот этих вот тем, чем ты занимаешься. Ага. Вот. Им твоя позиция, как бы это сказать, и интересно, и полезно они считают. Вот. Поэтому они хотели с тобой сотрудничать. Я всегда рад конструктивному диалогу, с кем бы это ни было. Главное, чтобы оно было не политизировано, в первую очередь. Если поговорить, Конечно. я с радостью пообщаюсь, мнение свое по этому поводу я выскажу, но просто-напросто есть моменты, конкретика, допустим, в вопросах православия, допустим, на территории Чеченской Республики, вообще как оно проникло, откуда проникло, мы можем только кратко рассказать, поскольку как такового развития, если они именно в этом направлении хотят поговорить, как такового развития, распространения христианства на нашей территории было очень скудным и в основном в горных районах. Да, по некоторым материалам, которые сейчас стали более известны, грузинским материалам, то есть грузинским историков, они придерживаются другой версии, но это, опять же, мы не можем просто так. У нас есть очень крайне радикальные выступления, которые не имеют исторического образования, но они такие горлопаны, которые любят говорить, вот, нет, у нас никогда не было христианства, ой, нахуй нарочно, да, мусульдош, белых пештош. Это вот такие вещи говорить могут люди, к сожалению, которые со всем моим уважением, они не имеют никакого отношения к истории. Это любовь к религии своей, а не любовь к истории или истине, к сожалению. Я почему говорю? Проникновение, я как бы, чтобы не забыть, проникновение христианства на территорию Чечни и нынешней Ингушетии, оно было. И проникновение это было с Грузии. Вне всякого сомнения. Благодаря сегодня, как бы нам не нравилось это, как бы многие не говорили об этом. Вот смотри, я тебе могу пояснить. Оказывается, есть по ДНК проекту показали, что есть судахарцы, цадаховы, которых называют в Чечне, которые не имеют никакого отношения к Дагестану. Они грузины. Но, видать, по каким-то критериям или их приняли, или они как-то с ними смежевались, или как-то оттуда Грузия же на многих древних картах Грузия говорит, что у них их государство доходило до Каспийского моря. То есть они, это их история, как бы, я не хочу. То есть они говорят, многие, допустим, судахарцев многие считают, что это даргинцы только так. Но ДНК проект показывает, что они грузины. У них грузинские корни, они к Сюле не имеют никакого отношения. Для нашего удивления, почему-то все думали, что все цадахрой, они являются представителями с Дагестана. Но нет, ошибка. Это я к чему? На самом деле взаимоотношения с грузинами у нас были очень тесными. Очень тесными. И проникновение христианства в горной части, не забывайте, если сегодня спросить, на какой территории географически, кто может сказать, какую территорию взаимодействовало, так сказать, неправильно, подожди, сейчас я скажу более правильно, если акцентировать это. Границы Чечни географические, где находится с Грузией, как она граничит, многие даже не смогут этого сказать. Но они с тобой будут спорить и сидеть, говорить о том, что они великие знатоки истории Грузии и Чечни, и они все это прекрасно знают, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, что касается представителей этого радио, мы можем поговорить об этих моментах. Мы можем поговорить только в этом контексте.
Другим ничем я им, к сожалению, помочь не могу. Нет, смотри, их дело, тут вопрос не в христианстве, это славянское радио. Их интересуют родоплеменные отношения, родоплеменные корни. Ну вот, то, о чем ты говоришь, то есть... Но у нас со славянами родоплеменных отношений как таковых и не было. Нет, ты не понимаешь, вернее, не понимаешь, я еще не досказал. У нас нету, они имеются в виду вот этот вот развитие, становление, польза, которая, да, вот от именно вот этой вот структуры общества, да, которая у нас оно сложилось. Им вот это вот было бы очень интересно, чтобы они как-то, знаешь, и... Правда, вот, в этих рамках. До меня пока не доходило письмо, но если будет такое желание, я открыт для всех людей. Может быть, они должны были тебе отправить, по-моему, на твою почту. Может быть, на почте. А? На электронную? Да, на электронную почту тебе должно было письмо. Я каждый день проверяю свою электронную почту, к сожалению, или к радости, или к сожалению. Может быть, недели 2-3 назад, которая она пришла, ты не заметил, может быть. Но я еще раз уточню. Да, потому что до меня не доходило, честно. Хорошо, я это самое уточню, я тебе скажу. А это самое, вот я вот сейчас слышал, Башлан, ты говорил там про Турцию. Наши, скажем, сограждане, и не только наши, они, наверное, не понимают и не знают, что, да, в быту, наверное, турки, может быть, и хорошо относятся, но политическое руководство у них совершенно по-иному относится и относилось. Я еще помню, когда Советский Союз развалился, к нам приехали чеченцы, это еще в Чечню в те времена, оттуда чеченцы, и они рассказывали, что им запрещали говорить на своем языке под угрозой тюремного заключения. Их преследовали. И сегодня, да, конечно, Эрдоган сегодня, ну, он и в исламе, и в хиджабе, и тогда, но Эрдоган уйдет. И когда придет другой, неизвестно, что будет. Они нас уже предавали один раз, Турция один раз предала, заключив тайный военный союз с Россией по переселению горцев Кавказа к ним туда. Это же было, это исторический факт. Я же говорю, это фактов. Много таких фактов. Но, фактов, да. Понимаешь, я не стал акцентировать на это внимание только из-за одного. У нас, к сожалению, наши люди почему-то сразу, когда мы говорим о Турции, воспринимают понимание Турции через призму сравнивая. Если я недоволен турками, то я должен быть доволен кем-то. То есть кем-то другим, для меня не турок, там, допустим, Рустем, не Рустем, там, не знаю, Кемаль какой-то, он или же Иван, или же там Рустем персидский. Я объясняю с точки зрения национальной идеи. Не будьте профанами. Национальная идея нашего народа – это Нохчи. История, Нохчи Чуэ, Нохчи – национальные герои. Я о них говорю. Мне ни Рустем, ни Кемаль, ни Иван мне не интересны. У них свои историки, они расскажут про своих, сколько... И у них свои национальные интересы. Я говорю, чтобы наш Нохчи Оман, Кегерхуай, проснитесь и будьте Нохчихли в первую очередь. И не ищите всегда поддержку у кого-то. Почему? Будьте за себя, а не за кого-то. Будьте за себя, ты говоришь, а не за кого-то. Смотрите, мы, благо, сегодня у нас не плачевная ситуация. А если вы хотите, чтобы мы привели пример плачевной ситуации, давайте возьмем наших братьев-адыгов. Фактически 90% они покинули свою родину. И покинули они в основном все в Турцию. Исчезли. Первый факт. Они поехали все в Турцию. Сегодня черкесы или адыги, иначе говоря, находятся, это самая большая диаспора по всему миру. Они есть от Австралии до Новой Зеландии, везде есть.
но не в Турции. В Турции тоже есть. Они ассимилировали, стали турками. И редко кто сейчас помнит о своей, то, что он является черкесом или адыгом. Вот о чем я говорю. Если вы такие космополиты, если вы так сильно делаете акцент, вот нам помогали. Я же не говорю, ну нам помогали и враги. Если нас принял, там, допустим, 10 турков приняли, но и приняли нас, там, допустим, те же самые 10 немцев, 10 датчан, 10 французов. Что мне после этого нужно говорить, что я люблю французов, немцев, всех остальных? Они проявили свое человеческое отношение. Но не забывайте нашего шейха Мансура, кто оставил, кто после этого получил награду, кого убили и кого вернули послом обратно. Но там не столько нам сделано плохо, хорошего сделано много. Но если вы хотите вот эти нюансы прям, я говорю вам о других вещах. Для меня, еще раз вам говорю, если будет стоять там, допустим, француз и турок, для меня турок лучше с точки зрения моей религии, потому что мне так сказал мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и он получил это непосредственно от Всевышнего Аллаха. Это неоспоримо, не нужно об этих вещах говорить. Мы говорим о каких-то земных вещах, простых, которые мы говорим. Если вы выбираете идентичность, я вам говорю, ислам это не идентичность. Ислам это религия, которая единобожие, вы все веруете в Всевышнего Аллаха. Так? Так. У всех Всевышний Аллах туркам дал тюркский язык, нохчи народу дал нохчи язык, каждому дал свою родину, каждому дал все свое, понимаете? И мы здесь сегодня на нашей земле живем 5000, 7000 лет. И нам не нужно быть ни турками, ни персами, ни иванами, ни санями, ни осетинами, ни остальными другими. Мы нохчи, и такими мы должны остаться. Я об этом говорю. Я не говорю вам, не переселяйтесь. Можете в Турции поселиться, можете в Англии поселиться, в Америке. Но вы должны, прожив там даже хоть 100 лет, вы должны оставаться нохчи. Я об этом говорю. От того, что Айса сегодня живет в Москве и стал москвичом, он от этого не стал Ваней, Федей, Петей. Он остался таким же Айса, нохчи, чеченцем, который проживает в Москве или в Стамбуле. Если вы про исторически говорите, то периоды разные. Сегодня Эрдоган мусульманин, альхамдулилля, и Турция в исламскую сторону. Но отбежим чуть-чуть назад. Да. Кемаль Ататюрк, который был атеистом, который вырезал мусульманских мул, который просто, делая Турцию европейской, во благо масонских разных лож, он утопил вырезал самые лучшие исламские умы того периода, которые сопротивлялись. Почему об этом никто не говорит? И неизвестно завтра, что будет. Опять же, я не сравниваю его с русскими, допустим. У русских своя вера, и они не любят бусурман. Сколько фильмов, он говорит, мы бусурман, в тот период имеется в виду, исторический. Для них это было нечто дикость, дикие были. Я знаю, я же удивлен. Почему я удивлен, когда там Бузуртанов начал говорить, Ермолов там строил 4 мечети красивейших, построил. Какой там? Шейх Мансур был назван лжепророком, а он и описывается, и у многих ученых, имеется в виду военных историков, он описывается как лжепророк. А он лишь занимался призывом и говорил о том, что мы должны быть мусульманами, не пить, не воровать, не курить и так далее и тому подобное. Да. Поэтому я хочу до вас довести то, что сегодня для всех нас важно. Для всех нас важно оставаться чеченцами, нохчи оставаться. В первую очередь не чеченцами, а нохчи оставаться.
любить свою родину, свой язык, свою географию, свои адаты и так далее и тому подобное. Но есть же люди, которые крайне категорически, и из-за этого 2 последние войны убивали чеченцы чеченцев из-за крайнего радикализма. Крайнего радикализма, не понимая друг друга. А тот, кто принес, послушайте, погибли и те новчи, которые стояли крайне радикальные, и те новчи, которые говорили, нужно жить на законах Всевышнего Аллаха, но не быть радикальным, там, традиционный. Погиб и этот, погиб и тот. А тот, кто принес это, закинул сюда, уехал, живет и на этом еще заработал. И в конце концов плохими остались опять же кто? Чеченцы. Вы знаете, сколько у меня роликов с переводом турецких, которые я не закинул? Которые, там каждый второй фильм, который снят с переводом, русским переводом, они там говорят, мы должны вернуться в Чечню, начать войну, мы должны в Чечню начать войну. Каждое второе слово так. Каждое второе слово в этом. Я просто-напросто, нельзя чеченцам жить, учиться, развиваться, строить свое государство, быть такими же, как и, допустим, Турция. Почему об этом не говорится в этих фильмах? Нет, обязательно нужно пойти, начать войну и так далее, оплот там и так далее и тому подобное. Не Дураки говорится. нужны. Дураки нужны. Да, то есть всегда тот, кто будет поджигать Кавказ и уничтожать свой народ. То есть уничтожать поросль молодую, уничтожать их, вот все, их не должно быть. Да. А есть те, которые уже готовы. Эти начнут воевать, мы там 2-3 дурачка отправим, эти погрызутся, эти умрут, а потом будет великий Туран, не будет ни Нокчи, ни остальных, а мы будем все нормально. Есть даже Башлам, ты, наверное, лучше будешь знать, если вспомнить историю, что сделали турки, мусульмане, с мусульманами-курдами, с потомками Салахаддина Аюби. Они же их всех убили. Это же известный факт. Поэтому... Айса, я просто вот в эти нюансы, я не хочу критиковать всех турков. Честно мы не критикуем. Я просто-напросто объясняю людям. Если вы мне сегодня начнете говорить не про турков, оставим турков, допустим, да. про американцев, допустим. Да. Я вам могу сказать то же самое и про них. Что по всему миру они проводили войны, уничтожали, делали все против ислама. Все. Но, несмотря на это, вы же прекрасно знаете, что в Америке есть много мусульман, которые живут достойно, учатся, получают образование, дети у них учатся. Никто их насильно не заставляет принимать другую веру. Никто не просит их менять там свои национальные флаги. Там, как ирландцы, поляки живут кварталами в Америке, и на свои праздники они просто общинами выходят, там, да, не знаю, День Патрика, день, там, не знаю, Губка Бобы, выходят со своими флагами. Есть и позитивные моменты там, есть и негативные. Как и везде, в России, в другом месте. Я когда сравниваю с татарами, начинается татары, хорошо, с точки зрения татар возьмем, оставим турков. Были ли плохие татары? Мы можем привести ряд доводов, сказать, что татары мусульмане, они красавчики. Сегодняшний Татарстан является не дотационным, а донором, регионом, одним из самых богатейших регионов России, которого вся там инфраструктура и так далее, там, можно гордиться. Им гордиться можно за свою республику. И они, в принципе, там тоже есть люди, которые говорят, там, что мы должны быть отдельно и так далее и тому подобное. Но есть и большинство тех, которые живут по всей России. Но если мы говорим о исторической параллели, а разве не татаро-монголы пришли Кавказ завоевывать? А разве не ваших и моих предков они вырезали для того, чтобы эта земля была их? История ведь мы сегодня не говорим, что через призму истории нужно ненавидеть современных татаров. От тех татаров, сейчас эти татары, от тех татаров ничего и не осталось.
татаро-монгол даже, если взять. Понимаете? И сегодня Тамерлан похоронен у нас в Самарканде. Самарканде. Да? Самарканде. Узбекистан. Самарканд, да, Самарканд. Вот. Они вот говорят, узбеки говорят, что это их великий потомок, предок, великий предок, и что вот они от него, хотя по сути они-то от Узбек-хана. Да, от Узбек-хана произошли, да. Но они говорят, что он их был. А что, Тамерлан не был разве мусульманином? Был. А кто больше всего вас, ваших и наших предков убил? Хромой Тамерлан. Ни один правитель, даже русские, даже турки, кого угодно берите, никто не убил столько ногтей, сколько сделал Тамерлан. Да, Лезгинов убил, Дербент наполнил колодец глазами. Нет, всех подряд резал. Всех подряд, там речи не было. Да. Там совсем другая тема, сейчас не об этом. Да, да. И сегодня, по сути, возьмем монголов, которые, кто про монголов сегодня знает? У нас была на историческом факультете шутка такая, монгольская армия, самая независимая армия во всем мире. А знаете почему? Почему? Потому что от нее ничего не зависит. Люди все знают, что когда-то эта монгольская армия сотрясала весь мир. И не было такой империи, как при Чингисхане, ни при одном. Даже многие пытаются сказать про Алекса, не было такой не империи. Было, самая большая, крупная империя была. Но сегодня на каком уровне находятся монголы? От Османской империи тоже уже осталось ничего. Это Турция, которая была при османах и которая сегодня, она разная. А если вы начнете углубляться, опять же, турки, а разве не у турков и у других была тема вырезать всех своих братьев по мужской линии, чтобы никто не следовал. Престол не занял. По исламу это было, к примеру. Да? Вырезать всех претендентов. Поэтому сегодня я не говорю, что все у нас идеально, что у нас все хорошо. У нас тоже много проблем и так далее и тому подобное. Я не спорю в этом. Но, по крайней мере, от своего ты не уйдешь. Я не смогу стать другой национальности, Айса не сможет. Как бы мы этого не хотели. Кому бы ты ни примкнул, эти люди все равно будут говорить, он происхождение от того-то, он оттуда-то пришел. Хасбулатов может быть и даже первым, если он там был вторым человеком в СССР, даже если бы он был первым человеком в СССР, он остался бы Хасбулатовым Русланом, который был чеченцем по происхождению. И все это знают. И все это понимают. Что бы ты ни делал, кто бы ты ни говорил. Почему? Вот такая вот национальная идея. Да, попытались там в советское время при Ленине там убрать национальность, сделать интернационалистами. Чем это закончилось? Ничем хорошим это, к сожалению, не закончилось. Попытались, но не закончилось. У американцев некая модель, опять же, я не восхищаюсь ими, но они смогли каким-то образом. Но видите, как американец это не нация, как бы они ни говорили, это не этнос. Коренных американцев, если там перечислишь, опять же, резервация. Там несколько резерваций осталось, и все, одна-две. Нет, я говорил о том, что обольщаться, самообманом не надо заниматься, рассчитывать на кого-то. Вот это не надо. Их мали бах, Ниса бах, их мали, ой ли хал хильчун, ой дейх мухил, от суман хал хильчун, ой ли яш, хаш махили фухердутеш, тагана кана богошта, лумады, ой дюйцек. Таган, их мали, не надо самообманом заниматься. Вот как раз таки, вот сейчас как раз Айса как напомнил, смотрите, за последний этот месяц то один кабардинец, который боится прийти ко мне навстречу и поговорить, появился. Появился один сюлик, который тоже не хочет, и я не эфирный человек, но спроси его, он говорит, он знает, у него есть документы, которые все чеченская равнина, селы создали аварцы. Я говорю, ну приди ко мне в эфир и поговорим. Не приходит. Еще один гала, который говорит, что там все это ихнее.
не приходит. Есть осетин, который говорит, я закинул грузинское видео, где он рассказывает, он мне говорит, в депортации, он не посмотрел ролик, не понял его. Он говорит, мухаджирами были не только чеченцы, тебе правда невыгодно. Ну, во-первых, в этом ролике этот грузин сказал, что мухаджирами, самыми большими этносами, были адыги, абхазы, чеченцы, осетинцы и дагестанцы. Я не знаю, чем он слушал. Я не знаю, как он слушал. Или просто написал, чтобы написать. Я нисколько не умиляю. Я знаю, что есть и в Турции есть диаспора осетин, которые были мухаджирами, ушли. Я это Да, знаю. были, да. Они есть до сих пор. Есть, Я это не спорю. Но вы, когда хотите об этом поговорить, вы чего боитесь? Я ночью, я не боюсь ни вас, никого, кроме Всевышнего Аллаха, с вами говорить об истории. Я не прошу политику, я не прошу вас про Украину, Москву говорить. Я не об этом. Вы сидите, пишете везде писульки. Вы клевещете, вы наговариваете. Но придите в эфир. Пятница, суббота, воскресенье, я провожу. Я провожу тему. Я провожу разговоры. Если бы я говорил только на чеченском, вы могли бы жаловаться. Но я 90% своих эфиров провожу на русском языке. Понятным для вас. Более вам родным, чем мне. Потому что мы-то не хорошие чеченцы. Мы то и воевали, то депортировали нас. Я не должен был знать так хорошо русский язык, как вы. Вы же этим русским глоссарием можете делать все, что угодно. Но вы прийти и поговорить со мной человеческим языком без мата, без оскорблений вы не хотите. Я вас даже не прошу, вот как книжный червь, чтобы доставать, вот на этой книге это, вот на этой книге. Я вас прошу вот к свободной дискуссии зайти и сказать, есть такие-то. Если ты говоришь, а где есть, я могу сказать, вот на этой книге посмотри, пройдись по моим ссылкам, пройдись по моему сайту. Опять же, это не мое. Я лишь выкладываю то, что касается моего народа и нашей истории, и вы можете зайти и просмотреть, что касается осетин, кумыков, аварцев, грузинов, адыгейцев, кабардинцев, ингушей, нагайцев. Вы можете посмотреть про любой, если у нас было соприкосновение. Если не было, и вы отдельная нация, я не хочу лазить, потому что я могу в каких-то моментах ошибиться в деталях. И чтобы потом, вырезав этот скрин, не сказали, вот он оскорбляет там, не знаю, калмыков там и так далее и тому подобное. Нет, я не оскорбляю ни один народ. Каждый народ по-своему красив, хорош, и он любит. Но каждая лягушка хвалит свое болото. И мне интересна моя история. Касается это христианства, касается это взаимодействия культур православной, славянской культуры и, грубо говоря, навчийской культуры, или грузинской культуры, навчийской культуры, какие взаимодействия, это я могу сделать. Я готов об этом судить. И кто-то задонатил. Аллах да саду. Адлан Дорогие задонатил. друзья, Да, не забудьте Аллах, ставить да, лайки я и скажу за подписаться на поддержку, канал, потому что кто еще не поддерживаете наш канал. подписался. Без вашей Баркал, всем поддержки бы спасибо. мы не смогли проводить нашу работу. Поэтому абсолютно бесплатно. Любой человек послушал, высказаться хочешь, заходи, задай вопрос. Можешь на родном языке, можешь на другом. Не надо материться, не надо сказать. Потому что если ты зайдешь, если ты боишься публичности, во-первых, здесь нету толпы, чтобы тебя там прямо осуждали. Можно даже комментарий отключить. Разве я Айсу просил там или говорил, зайди, скажи мне. Или не заходи, потому что... Как я увидел запрос, я принял. И я принимаю. Айса прислал мне книгу, я поднялся, сказал, вот брат Айса прислал. Хотя эта книга Аркадия Гольштейна, еврей, он этакий еще. Ну, там все почти, что у него Кавказ, это только Дагестан. Там столько лжи и все остальное. Но есть и моменты истины. Вопрос чеченца и ингушей он четко показывает, потому что он человек со стороны, он говорит, Дзурдзуки это Нохчи. Он это указывает. А Глегу это ингуши, он говорит. Стал ли человек, который написал эту книгу, стал ли он говорить там
а, а чеченцы хорошо ему проплатили, это советский период. Да, там закинуты многие башенные комплексы, ингушские есть там, чеченские там тоже есть, но он их записывает как чеченские башни. Я ничего не говорю. Или ингушские. Я не против. Просто вы должны понимать, в то время не было понятия чеченское отдельно, ингушское отдельно. Этого понятия не было. И Башлам, как всегда, брат Заурбек, я понимаю, что у нас у всех сейчас не самая ситуация, братан, да, что бы это ни было, поверьте мне, у нас больших сумм не бывает, и каждый сколько может помогает Цундера. И мы это все собираем, аккумулируем и делаем что-то полезное из этого. Цундер, да, самогатли, что бы там ни было, сколько бы это там ни было. Вот. И я что хотел сказать, Айса. Я как-то момент упустил касаемо христианства и язычества, которым... Нет, соседи, которые вот эти моменты устраивают, вот эти вот все земельные вопросы, исторические моменты, вот об этом ты говорил. Я, знаешь, обошла, я хотел одну вещь попросить тебя, дать мне возможность высказать. Знаешь, я вот часто я не хотел, но свое мнение я же могу сказать, как и многие другие. Знаешь, я вот слушаю, наблюдаю вот эти вот люди, я не буду сейчас говорить, акцентировать, кто они по национальности, но они ведут себя по меньшей мере очень некрасиво по отношению к нам. Каким образом? Они, во-первых, наши соседи. За последнее время наш народ пережил катастрофу, трагедию, огромные потери человеческие, материальные. Вместо того, чтобы сказать... Территориальный забыл добавить. Нет, я сейчас к территориальным подойду. И вот вместо того, чтобы сказать... вы пострадали, вам больше это надо, а какие могут быть споры? Вы же наши соседи, вы наши братья мусульмане, мы должны вам сейчас помочь, потому что вам плохо. Они начинают нас оскорблять незаслуженно, я тебе скажу. Мы не заслуживаем такого отношения. То мы же все-таки из себя кого-то представляем, и сегодня во всем мире... Нас знают не по тем событиям, которые произошли у нас дома, а по нашему быту. То есть европейцы увидели, узнали, они восхищены чеченцами. Они хотят быть похожими на нас, они хотят быть такими, как мы. Об этом они говорят, потому что всю последнюю историю в царской России мы были разбойничий образ жизни, при Сталине мы были врагами народа, а в новой России мы были головорезами, и ничего кроме этого о нас не знали. И когда узнали, они восхищаются нами. Так пусть эти наши соседи, которые пытаются нас унизить, оскорбить, незаслуженно, я говорю, пусть они создадут свой имидж, пусть они создадут свою историю, свою культуру, свою славу, в конце концов. Если они такие выдающиеся и великие народы, если им чеченцы не устраивают, как братья, как соседи, пусть они себе найдут тогда других братских народов. Мир большой, пускай устраивают отношения. Они устроили вот то, что они устроили. Я, к сожалению, не хочу я говорить, я не мог, я не знал, что происходит. Вот из этих интервью я узнал, что происходило там, вот это оскорбление, вот это вот уничижительные выпады, которые в наш адрес произошел. Вместо того, чтобы поступать благородно, они сами себя унизили. Потому что окружающие народы Кавказа и весь мир увидел, как они относятся к своим соседям, к своему братскому народу. Мало этого, они еще умудряются говорить, что вот мы приехали, мы там вам помогли, мы вам что-то сделали. Конечно, они приехали, они сделали, они такие...
они за одним маленьким исключением, они возвращались в свои дома, к своим родителям, к своим детям, спокойно жили, спокойно спали, в тепле, в уюте. А мы возвращались к разрушенным домам, к убитым родителям, к убитым детям, которых вытаскивали из-под обломков, понимаешь, к потушенным очагам, разоренным. Не стыдно им такие вещи говорить? Как им не совестно? Я иду царил дештек. Царшайна царил дештек. Ишь там дохон башлам, бяхма беллазу. Сам, да, ну, ты знаешь, сегодня, когда люди начнут говорить, до того, как отвечу, за ногчичу шах отправил, и Али отправил, чему донатиатин, Аллах дал сайил, дал сегодня уже за 4 человека, которые поддержали наш канал, задонатили, огромное спасибо. По крайней мере, мои инстаграм нас не так много, 27 инстаграм, задонатить тысяча из-за хазнесан сун хасхит, потому что я знаю, что наша работа проходит совести нет, конечно, за вашу поддержку. Но я хочу сказать, я отвечу сейчас на вопрос. Вы знаете, я, конечно, человек очень, не люблю я слово, это есть такое слово, толерантный человек, Нокчи в принципе толерантный и относится к многим вполне нормально. И вот это высказывание, сколь я пытался как-то избежать, но поскольку это касается не столько политики, а касается всего народа, высказывание Папы Римского, которое якобы указывает место чеченцам и бурятам, буряты не буду говорить, буряты сами ответят, но я скажу за Нохчий народ. Не Папе Римскому, а нужно говорить об истории чеченцев или о чеченской этносе в таком контексте. Папа Римский, может быть, забыл, но даже с моими небольшими глубокими познаниями я ему могу напомнить про инквизиции, про крестовые походы и про любителей молодых маленьких мальчиков, его святейшими пасторами католическими и так далее и тому подобное. Ему бы разобраться в своих вещах касаемо вопроса такого. Я понимаю, что человек высокий, но мы же живем в демократическом обществе. Мы же имеем право высказать свое мнение. И мы высказываем. За Нохчий народ говорить, что там. Я не говорю, он взял весь народ. Обвинил, очернил и сказал, что вот такие-то, такие-то. Человек, занимающий самый высокий священнослужитель в католическом мире, наместник, в кавычках, для нас это кавычка, для них, наверное, нет, наместник Бога на земле. В свое время такие же наместники выдавали индульгенцию на вырезание мусульман в Иерусалиме и так далее, и отправлял туда не одну экспедицию, причем убийства разнились намного больше и хуже, чем ныне сегодняшние, которые показывают. Здесь-то хоть ты мало покажешь что-то, сразу распространяется на весь мир. Так что и чеченцы, те самые Нохчи, тоже, может быть, мы кажемся дикарями, но мы знаем тоже свою историю. Знаем историю папской буллы. Мы знаем, что делали остальные, многие другие из помазанников того же папы. Поэтому не вашего дела это обвинять и оскорблять целые народы. И неправильно это. Поэтому этот вопрос стоял у меня снизу, там сегодня папа, для них папа, он называется папа там римский, высказывать со всем уважением и со всей толерантностью ко всему католическому миру. Мы относимся толерантно ко всем, мы люди мусульмане, очень добрые. Хочу сказать, разберись в своем огороде, там уже дальше говори. Если бы конкретно за что-то говорили бы, это мы можем понять. И не стоит забывать. Насколько я знаю, ни одну из мировых войн не развязали мусульмане. Это как бы намек папе римскому.
а развязывал их всегда, или же тот же самый Папа Римский, который выдавал добро на уничтожение того или иных иноверцев, или же подчиненные ему Франция, Германия, все остальные страны. Поэтому мы тоже знаем немножко историю. Не надо обвинять всех чеченцев. Мы не говорим, что все католики такие плохие. Мы не говорим, что все такие. Нет. И вы не говорите про нас, про всех чеченцев, которые тут, как говорится, пытаются в этой жизни достойно пройти и прожить. Таких моментов очень много. Теперь возвращаясь к нашим параллелям и реальностям, которые существуют у нас, историческим реальностям, тем, которым мы начали говорить, и как-то мы ушли немножко в другую стезю, касаемо православия и язычества. Это история. И я каждый раз говорю это. Я хочу, чтобы и взрослое поколение наших ногчей понимали это. И среднее поколение, которое выросло и там живут на, как говорится, устных рассказах наших предков, Шудук-Дахаш, я прошу вас понять, если вы не понимаете, не говорите того, что вы не знаете, и не портите нашу историю. Когда вы говорите, что у нас не было как такового язычества, вы тем самым, сами того не понимая, делаете все, чтобы уничтожить нас как этнос, как в истории Кавказа, нас как народ. Я поясню для особо непонятливых. Дело в том, что исламу всего, как бы вы хотели, не хотели, всего 1444, кажется, да, или 45? 44. 1044 года. 1444 года. 4-й год, да, идет. Это всего лишь 14 веков. Ну, вообще, по сути, 15 веков считается. Это 15 столетий. Это даже не 1000 лет, имеется в виду, там, до нашей эры и остальное, все остальное. Все ученые в один голос, именитые ученые, говорят, что мы автохтонны этих земель, и минимально те, которые археологически могут подтвердить, от 4-4,5 тысячи лет и до 7 или 12 тысяч лет мы живем на этих землях. Именно наш народ, наш этнос. Как там он назывался по-разному, это уже другое. Вы, когда говорите такие вещи, вы автоматически говорите, что мы этого не были. Я вам поясню, когда вы говорите, у нас не было язычества, у нас не было христианства старше ислама. Если вот в глубоком, там даже не только это, даже если я не ошибаюсь, да, даже католичество старше ислама. Самая молодая религия во всем мире – это ислам. Последняя религия, самая молодая. И если вы говорите, что мы были всегда только мусульманами, автоматически это делает возраст вашего этноса 1444. Иудеи говорят, что у них 7000 лет по их календарю. Вы должны понимать разницу между 1144 и 7000. То есть они налагают автоматически и говорят, мы одни из древнейших, вы должны уважать, все наши знания самые сильные, все, что касается нас, самое древнее. Они ведут эту работу. С одной стороны, вы утверждаете и паразитируете меня, говорите, ой, Нух Пайгамбар тоже. Да, Нух Пайгамбар был монотеистом, был единобожником. Ханиф, единобожник, Ханиф. Вот. Да, поклоняющий единому Богу, да. Они всегда были, а остальные язычники были. Если же мы говорим о пророках, и мы говорим, мы потомки его пророка, вы должны понимать, что Аллах всемогущий, всемилостивый, милосердный, посылал остальных пророков в период, когда они начали забывать, исправить их, наставить на правильный путь. И вот так отправлено было огромное количество пророков. Посмотрите,
Иса, Муса, Нух, Ибрахим, и Дауд, Идрис, и сколько Сулейман, Сулейман, и Шуайб, сколько Юсуф, Юнус, Поэтому, Аюб, Духалыш. поэтому мы должны сегодня, если вы говорите, а Нох был четвертым пророком, да, знаете, да, начиная от Адама до Ардичу, четвертым пророком. После него сколько их еще было? А это значит, в том числе и мы, как бы вам ни хотелось, определенное время отходили от религии. И Всевышний поправлял. Не только, мы же не богоизбранный народ, вот мы всегда были монотеистами, остальные были, это неправда. Не лгите. Да, ошибки были, без всякого. Но вы сегодня начинаете, мы начинаем, вот есть у нас урартисты, да, которые говорят, мы урарту-хуриты. Согласен. Есть у нас аланисты, которые говорят, мы были в части Османского царства. Согласен. Полностью одобряю. Есть те, которые говорят, а мы имели, в армии были, занимали определенное количество в хазарском каганате. Да, тоже верно, согласен. Но, извините, скифы, сарматы, кемерийцы, с ними тоже доказано, что мы с ними и воевали, и объединялись. Факт. Были амазонки, которые приехали. Факт. Но если вы все это говорите, и это существовало, вы должны понимать, до сих пор многие говорят, что Аланское царство, оно было, в принципе, было, кто-то говорит, что христианским, но в основном это было языческим. Хазарский каганат были язычниками, иудеями, потом уже стали и мусульманство начали, разрешали принимать. Это я вам по очереди перечисляю. Кемерийцы, скифы, сарматы, все они были язычниками, чтобы вы понимали. Монголы, которые пришли, они были язычниками, чтобы вы понимали, под разными культами. Это все, с кем мы сталкивались, чтобы вы понимали. И мы в то время не были. Амир Тамерлан, или хромой Тамерлан, который пришел, к сожалению, или к радости, он был мусульманином, говорят. И он уничтожал нас за то, что мы не были глубоко верующими мусульманами. А он был амиром. Он считал себя, он не мог быть ханом. Он не был прямым потомком Чингисхана. И поэтому он взял себе титул амира, то есть самого главного среди всех. Он наказывал нас за то, что мы нехорошие мусульмане. По разговорам Сюли рассказывают, что, оказывается, до того, как пришел имам Шамиль, у нас вообще ислама не было, вы были бы Иваном, если не имам Тахтамыш, за что он тогда? Он тоже Тахтамыш, тоже язычником, что ли, был, что он его разбил? Нет, это не важно. Это не важно. Ты понимаешь, это нюансы всего лишь. Всех остальных, кого он покорил, они были все в основном мусульманами. Золотая Орда, хорошо, возьмем Ногайского хана, был мусульманин. Понимаешь? И поэтому все вот эти доводы, которые, говорится, урату, я забыл всех назвать, уратийцы, хуриты, вы думаете, они что, были христианами, или мусульманами, или буддистами? Нет. Они были язычниками. И еще тем язычниками, которые, всем язычникам. Потому что вообще многие достойные ученые говорят, что цивилизация зародилась на Ближнем Востоке. Вся цивилизация как таковая, государственность, армия, все это зародилось на Ближнем Востоке. Ближний Восток, мы это знаем, это хуриты, Урату, Месопотамия, вот это Ассирия, вот Метания, Троя, вот эта местность имеется в виду, я как бы, это разные, чтобы вы понимали, я не говорю, что Ближний это... Восток, Малая Азия, вот это. Малая Азия, Ближний Восток, абсолютно верно. Персия, нынешняя Персия, Турция, Сирия, вот это все, вот эта местность. Поэтому и все они были язычниками. И когда они существовали, наш народ существовал, и он был. И когда вы говорите, нет, мы никогда не были, вы автоматически убираете 5000, 4000 лет нашей истории. Хорошие времена джахили или нет, это другой вопрос. А могильники солнечные, которые построены в горах? И да, вы не становитесь. И это не то, что
Я понимаю, что есть в исламе понятие, как нельзя гордиться временами джахилии, потому что это время было народ, этнос, который отошел от ислама. Я это согласен полностью. Но неправы мы будем тогда, когда скажем, что у нас не было этого времени. Почему? Я не гордиться говорю, я говорю о том, что это время было, и его отрицать не стоит. Мы не богоизбранный народ, чтобы мы родились мусульманами, и да, были язычниками, да, Всевышний Аллах наказал, дал нам нашего любимого пророка Мухаммада, саллаху алейхи. Ну, вы вашими людям, я не всем говорю, тупеньким, некоторым туповатым людям, которые живут в сказках, рассказывают нарнийские небылицы, вы должны понимать, во время, когда Умар бин Хаттаб отправил войско на Кавказ для появления, для расширения исламского мира, так сказать, халифата исламского, вы были на стороне не мусульман, вы были на стороне хазарского каганата, который воевал против мусульман. Да, это так. Но по милости Всевышнего Аллаха появились благоразумные представители нашего народа в 9-10, это во времена табиинов, которые пошли уже в Дербенте, нынешнем, где лезгины в основном жили, приняли ислам, принесли его и начали его распространять. И поэтому сегодня, когда 40 асхабов, которые похоронены в Дербенте, люди идут, как получилось? Когда-то твои предки джахили воевали против них, а ты сегодня потомок этих джахилев, приняв ислам, ездишь туда и делаешь дуа или что там делают. Вот так Всевышний Аллах меняет сердца по своему желанию и велению. Я разве говорю это плохо? Но я говорю об истории. А история говорит, к сожалению, потому что мы проиграли, Аланское царство проиграло хазарскому каганату, мы должны были выстаивать эти 12 тысяч воинов, отдавать хазарскому каганату, который вел войны против арабского халифата. Да. Но если вы говорите, нас там не было, а где вы были вообще, существовали вы, тогда вы получаетесь, если вы тогда получаетесь реально какой-то сброд. Вас не существовало, вас не было. Одни бегают с какими-то колпаками, непонятно на что похожими, и говорят, там мы потомки амазонов. А с кем амазонки, извините меня за выражение, производили сношения? Совокуплялись, чтобы появился этнос. С кем? Мне интересно. Если с одной стороны были великие сарматы, конееды, которые считаются пришлыми, амазонки сами являются пришлыми. Геродот об этом рассказывает, что они приплыли от отбившегося корабля через Черное море ближе к западному Кавказу, и оттуда уже распространились, горы ушли. Ну, извините, вы что-то хотя бы сопоставляли. Что-то как-то нужно принимать. Вы хотите быть Урарту, вы хотите быть Аланами, вы хотите быть всеми этими. А потом, не, мы всегда были мусульмане. Нет. Мы жили в своих горах и на своих землях. И вы прекрасно сегодня должны понимать, что название Дела, Села, Хинана, языческие имена, это название богов. Языческих богов, которые потом трансформировалось и в единое слово Дейла перешло в Аллах, потому что это единственный Всевышний Аллах, и нету никого кроме него. Ну, это в нашем понимании монотеизма. У других там может быть другой. То же самое, если бы сегодня вы думаете, что русские, там, староверы, православные, они что говорят, что мы были всегда христиане? Нет, они этого не говорят. А хотя у них тоже был, Перун был бог грома и так далее, у них тоже есть руны, у них тоже есть эти петроглифы, которые на наших башнях, свастики, которые сегодня почему-то, я не знаю, его называют немецкими из-за этого Гитлера, то, что он взял. Это колядный знак вечности, он существовал до Гитлера 5000-6000 лет. Да, из Индии пришел Эти руны есть и у православия. Посмотрите в Сибири и остальном месте.
И когда сегодня мне начинают люди, ведь эти вещи, они же не только чеченцев касаются, правильно? Я изучаю и их, я изучаю и гунки, и сюли изучаю, и газгунки я изучаю. Дабы в нужный момент, когда они начнут говорить то, что не нужно, сказать: стоп, стопэ, я знаю, откуда вот ты. Один Чингачгук вылез мне и начинает говорить: вот у вас есть гаплогруппа до 25%, Q, а она алтайская, она монгольская. Но ты зайди в гаплогруппу Q для начала и посмотри. Подразделение гаплогруппа Q в основе своей древнейшее считается из Северной Америки, Северной Южной Америки. А то, что есть Q на Кавказе, она считается сибирской, не столько азиатской, а больше сибирской. Сибирь и Урал. Сибирь и Урал. То есть это гаплогруппа Q. А если взять гаплогруппа L3, это не только Q точно так же является индоарийской расой, к ним подразделениям относится. А есть L3. L3 возьмем, это Иран, это Туркменистан, это опять же азиатские страны, и плюс Афганистан, север Ирака. Ну, извини меня, где они, где L3. И, наконец-то, наша любимая J1 и J2, которые все так любят очень сильно обсуждать. Опять, почему-то мне кажется, что я критик. Нет. Вот эти гаплогруппы ДНК, они начинаются от А и заканчиваются там последними. Есть J, то есть я должен, если я-то еще ДНК свой не сдавал, то есть если у меня ДНК является J, 1 или 2, без разницы, там от одного происходит другое, это больше по ДНК, им там 39 тысяч лет. А Q, грубо говоря, а Q 35 тысяч лет. И что? После этого должны обидеться, что я пришла, а ты древнее и так далее и тому подобное. Вы здесь... Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Хопа, 36, разница там, грубо говоря, 10 тысяч лет или 20 тысяч лет. Начинаете обсуждать, а здесь 1400 лет, и дальше вы говорите, не существует. Эти гаплогруппы, вообще планета, сегодня, на сегодняшний день, многие ученые говорят, что иначе вообще были континенты. И говорят, был суперматерик единый. Это потом он уже разошелся. А если это так, и если мы верим в Писание Священное, если у нас пророк Ноах, и Ноев ковчег, мы знаем все это, да? У него было 3 сына, которые остались. Иафет, Сим и Хам. От этих 3 сыновей и пошел человеческий род. От Сима появились семитские племена. Это J1, J2, как сегодняшние, те, которые у нас есть, я говорю. Кавказская раса. Да, Кавказская раса. всех остальных. Кавказская раса. Одна. От Хама. Негроидная раса пошла. Вот. И от Иафета. Монголоидная раса пошла. Иафет это кавказская раса, кавказиадная. Хам это монголоидная раса. Нет, И Сим это негроидная раса. Так и подразделение. Мы, так? кавказианская раса идет от Иафета. Марк поэтому говорил, что мы являемся ефидитами, потомками Ноя от Иафета. Его сына. Наверное, я перепутал, значит. Да. Вот. А почему негроидная раса? Потому что к негроидной расе арабы, они относятся, те, которые живут... Сегодня она называется негроидная, но в то время она не называлась, я имею в виду. Ну да. Всевышний адаптировал каждый из народов по географическому расположению, ветра, холода, мы чуть большими носами, потому что... Кислород, чтобы затягивать. Да. Негры черные, потому что солнечное прямое попадание, они живут в этом материке. Степняки, носы у них вдернуты, чтобы ветра... И глаза приплюснуты, да.
ветер не мешал их зрению. Все Всевышний Аллах подрасчитал. То есть, и все они, по сути, сегодня, если мы идем к логическому началу, все мы друг от друга, как бы говорится, как бы мы хотели или не хотели зависеть. Поэтому, уважаемые друзья, в вопросах ДНК, генеалогии, в вопросах истории, в вопросах религии, культуры нельзя спешить. Посмотреть, изучить нужно. Что говорят грузинские? Вот благодаря, как бы нам ни нравилось, именно благодаря христианству сегодня мы можем доказать, что название что название Нахчи сохранилось на полях Библии, которая была сохранена с 1310 года. Они фиксировали все эти вещи. Фиксировали с 1310 года. Вот, понимаете, о чем речь? Благодаря тому, что мы, соседи, взаимодействовали, сегодня мы получили эти знания. Благодаря географии, армянской географии, мы узнали, что нас звали Нахчиматяне, и что мы зафиксированы там 7 века. Это опять же армяне, опять же христиане, католикосы или православные, без разницы. А вот в исламском мире мы до сих пор черт ногу сломит. Мы даже не можем разобраться. Ну, потому что дальше Дербента же халифат же не продвигался, он же на этом остановился, а не там встречался с хазарским каганатом. Битвы-то шли же вот в этом. Нет. Хазарским каганатом доходили до Тарков. Нынешней Тарки, Шамхала Тарковского. Я имею в виду, недалеко, они не продвинулся до нас, поэтому не было. Дагестана. Хотя, потом уже, когда говорятся о войне с Мирваном, это во времена Хазарского каганата, это уже когда Хазарские каганаты заставил Мирван, кажется, его звали, если я не ошибаюсь, он пленил хазарского кагана, тот дал разрешение, что после этого разрешит своим подданным принимать ислам, он его оставил и ушел уже. В Дагестане это, Тарки. Я примерно сказал, где Тарки, Шамиль. Это я имел в виду Дагестан, Тарки, имеется в виду Шамхала Тарковского, я хотел сказать. Ну, севернее Дербента, скажем так, территория северная. Да. Севернее Дербента. Северного Дагестана сегодняшнего, нынешнего Северного Дагестана. Северная часть Дагестана. Поэтому все эти моменты были. Их нужно знать. Их нужно. Когда меня упрекают вот, наши даже старшие поколения, почему, Башлам, ты пишешь Нахчи, Сасаны, Миджиги, Качкалыковцы, Шудукдахаш. Валлахи, я их пишу только ради вас. Мне проще написать «Ассалам алейкум» и дальше свой текст задербанит. Мне проще. Но я в каждом тексте, в надежде, что вы хотя бы шапку прочтете, вам даю название. Вот эти названия были у чеченцев. То есть нас так называли соседи, которые... Соседи. Я туда не внес, не написал. Аланы еще. И хазары я не внес туда, потому что все-таки хазарское государство, оно не было преобладающим из нашего народа. Что касается аланского, то там сейчас уже столько людей, щаща аланш бубош, я уже не знаю. Я уже боюсь даже записать. Но другие, что цацаны, шашаны, цацайнаги, качкалыковцы, мичекизовцы, мизджеги, дзурдзуки, кистинцы, я что-то... Нахей, допустим, лезгины нас называют нахей. А варцы белые называют, Буркиналовы нас называют. Ну, или... Буркиналовы. Да, буркиналовы. А сами они себя Ма'рулавами называют, кажется. Ма'рула, да. Ма'рула, да. Вот. Поэтому каждый называет... Я-то не знаю, там может быть есть еще название этих, как называют нас лакцы, я не знаю, как называют нас даргинцы, я не знаю. Честно, я не знаю. Чего не знаю, того не знаю.
Вот. И еще не знаю, как называют нас нагайцы, но я думаю, что нагайцы нас называли тоже мачевашлар, мичигиз, потому что они тюркские. Наши даже изначально русские же татарами называли. Нас же татарами назвали, и Нет, чеченами. это вся область называлась Татария. Татары, да, вот они, когда Но пришли, я они нас хочу татарами. понять, я хочу объяснить еще раз. Дело в том, что называли тартарами и вот Мусульман. сегодня они думают, что татары говорят, что вот это от нас, татары. Нет, уважаемые татары, совсем к вам уважение. Дело в том, что когда первые соприкосновения европейцев было с азиатскими нашими странами, вот эта нижняя часть, его еще называли Тмутараканью. Тот, кто учился на историческом факультете, знает. Это отшиб, самое окраинное государство. Ее называли, вот когда кого-то наказать хотели за провинность, отправляли в Тмутаракань. Это самое уже окраину государства. Медвежий угол, в общем. Да, Российской империи так называли. Историки Российской империи называли. Так вот, тартарами назвали, потому что разговор, который вели при встрече, им казался звуком тар-тар-тар-тар-тар-тар. Они из-за этого назвали тартарами. Почему-то сегодня татары считают, что это из-за них. Нет. Точно так же, как и варвары. Название. Многие думают, что варвары якобы это вот именно там кельтов называют. Нет. Образованные люди варварами называли всех людей, которых они не понимали их язык. И они говорили вар. И за счет этого вам может любой историк это пояснить нормально. Варварами называли людей, которые говорят на другом языке и которые живут по другим правилам. Из-за этого многих славян называли варварами. То есть восточные племена называли варварами. А сами варвары нас называли тартарами. Почему? И на многих древних государствах, картах, находится государство, начиная от, сейчас я скажу, от Дона и заканчивая вся нижняя часть, ну, вплоть до Персии и остальных, она написана как Тартария. Вы можете увидеть эти карты, их очень много. Вот, не благодаря, но так фиксировали. И иностранные картографы фиксировали. Но первые карты, вы должны понять, в России появились первые карты от иностранцев. Это были голландцы, это были французы, это были немцы. И это период, вот, считается период Екатерины, вот самый прогрессивный золотой век Российской империи. Вот в это время они появились. Хотя были и раньше, я не знаю, у католической, якобы говорят, что в Ватикане есть намного древние, но не для общего зрения, но есть там карты. А из тех древних карт, которые я видел, к сожалению, вся область и Кавказа, она написана одними большими европейскими картами, я имею в виду. А до нашей эры они написаны как Тартария. Поэтому вот так. И это не говорит о том, что здесь преобладали татары. Нет же. Было время, когда преобладали татары. Почему-то, как ни странно, я не видел карту, в котором, хотя, не забывайте, опять же, во времена Чингисхана, государство, империя Чингисхана доходила до нынешней Венгрии, то есть Восточной Европы. Да, она дошла. Это, включая Индия, Китай, они все входили в Монголию. Но нету нигде ни одной карты, где написано Великая Монголия. У нас нету, по крайней мере. У европейских, я не знаю, может у монголов есть такая карта. Но у остального образованного мира такой карты нету. Чтобы было понятно. А татары появились намного позже, чем монголы. Вы знаете, да, первое нашествие было в 1221 году на Кавказ. Это было монгольское нашествие. Не татаро-монгольское, а именно монгольское. А вот уже во время Тамерлана это уже было татаро-монгольское нашествие. Первое нашествие было еще, они не были все мусульманами. Мусульманство в этой армии появилось после его смерти Чингисхана. Сын его, по-моему, как-то его звали, сына его. Узбек-хан принял первый. Они раздробились на разные По-моему, ханства. до Узбек-хана, нет? Нет. Первым, насколько я знаю, первым
ханом, который принял ислам, был Узбек-хан. По крайней мере, так говорит отечественная история, российская история. Ну да, он отделился и ушел туда, в это самое. Вот. А другие говорят, что первым был Нагай-хан, что якобы он был первым мусульманом. Но я так понял, там первый Узбек-хан, потом идет Нагай-хан, вот они приняли ислам. Но Тохтамыш, допустим, насколько я знаю, хоть это была и Золотая Орда, но ислам как таковой уже должен был быть. Почему? Потому что... Не, он был, потому что ему Тамерлан писал письмо. Они же завоевали, Бухару завоевали. Да, ему Тамерлан Ирак писал. завоевали. И там такие страхи, мы с султаном проводили эфир, когда рассказывали, ставили араба и говорили: стой здесь, я сейчас пойду за мечом, не смей двигаться, и потом отрублю тебе голову. И говорит, этот араб стоял на этом месте, пока монгол поехал, брал свое оружие, приходил и отрубал ему голову. Настолько они боялись его. То есть, это не украшает, конечно, но история есть история. Мы не говорим, это хорошо ли это или плохо. Мы говорим об истории. Поэтому как-то я вас что-то заговорил. Айса, если у вас есть вопросы, задавайте. Что-то я разогнался сегодня. Ничего. Я это самое, знаешь, что еще хотел сказать, это самое, Башлам. Тут вот про имама Шамиля, про то время вопросы много задают. Я думаю, это мое мнение, что, наверное, не стоит судить и давать оценки нашим предкам, потому что даже если и большое количество людей погибало, это был их выбор. Они же не были дураками. А кто дает оценку нашим предкам? Нет, я имею в виду, некоторые позволяют же себе говорить, что вот там погибло много людей и так далее, это плохо, это хорошо или нехорошо. Но, понимаешь, Айса, плохо или хорошо, мы же это судим сегодня, правильно? Но мы не можем судить это. Да, сегодня нам проще, как говорится. Да. Многие, я об этом и говорю, они так легко дают эти оценки и судят о том времени. Да, слушайте, но если на то пошло, нельзя делать параллели с сегодняшним миром. Конечно, нельзя. Сегодня мы говорим, вот наши предки, как же, им не было так тяжело, как сегодня. Я еще раз вам говорю, в истории ночи народа не было страшнее картины, как картина депортации нашего. Это было самое страшное испытание. Даже не Кавказская война, чтобы вы понимали. Нет, уважаемые. Как бы трудно не было, но в Кавказскую войну мы оставались у себя дома. И могли еще скрыться в своих горах. Самое страшное было, когда всех собрали, половина тех, кто воевал на фронтах, отправили, а остальная половина просто загрузили в скотские вагоны и отправили. И вы даже 10-й части не представляете, насколько это было страшно. Многие сегодня не отдают этому должного внимания. Но как тебе сказать, Айса? Ну, людоедство было в России, в Советском Союзе. С учетом нашей генетики, с учетом всего нашего любви к патриотизму, к своей родине, это было самое страшное, что могло с нами случиться. Оторвать от родной земли, назвать врагами народа и отправить туда, где мы никогда не были, в другую географическую вообще и географическую. Климатический пояс и так далее. Климатический пояс и так далее и тому подобное. Это сегодня, я лишь один пример могу сказать. Когда вы сегодня задираете нос, ездите на крутых машинах и говорите особо, запомните одно. Наши деды, прадеды, не исходу, чувствую, прадеды, хотя для некоторых и прадеды уже.
чтобы вы понимали, с ночью матаошу, уэчерил что нани дуй, нани, черлош, марте буш, нани гениш, доде, чарбуш, санен дас, мацал юж, доде, уж, лет было, халма дюльна, ха, уч, мацал, дал уж лик на барош, дук барош. Людоедство было. Люди людей ели в то время, когда мы умирали от голода и не позволяли себе. Это настолько тем, это настолько страшная вещь. Это говорит о том, что ни в коем случае никогда нельзя быть гордецами до арте халавизн ассо мадия дель юазло уляю. Поэтому это была страшная картина нашей истории. И эти 13 лет страшнейшие, до сих пор, я 1000000% уверен, эти 13 лет депортации до сих пор должным образом не освещены и не описаны. Должным образом. Возможно, об этом написано много. Возможно, об этом рассказывают. Мы же рассказываем полевые материалы старцев, которые именно в этот день там мы начинаем рассказывать о трагедии этого народа. Но это было. И это была страшнейшая часть нашей истории. Что касается Кавказской войны, это тоже не все одинаково. Был точно так же Запад, был Восток, и был Юг, и был Север. Север называли мирными чеченцами. Хотя царская Россия не сильно доверяла, они говорили, при малейшем возникновении, я знаю, они в те времена, советские времена, любой кейс, да больше ему шалай, лом халбёшу. И это было со времен Ермолова. Я вам рассказывал ситуацию во время, когда была крепость Грозная, произошла стычка, я вам рассказывал как-то в одном из эфиров, с старосунженцами. Старые Сунжи — одно из старейших селений, которое осталось до сих пор. Одно из самых старых селений, которое осталось. Остальные хутора просто были стерты с лица земли, и в основном они самые молодые, другие. А вот старое Сунжи, которое сохранилось, самое старое село, чтобы вы знали. Но сейчас это уже часть Грозного. Так вот, произошел инцидент, узнал на базаре то ли лошадь, то ли корову. Ну, суть в том, что казак украл ее, и на базаре, продавая ее, узнали. Хакойсин из избили, и из-за этого произошел инцидент, нужно было... Так вот, часть чеченцев осталась отстреливаться, пока подтягивались войска терские казаки, а остальные через леса ушли в Большую Чечню, который в то время уже, это инцидент, период Кавказской войны, именно имама Шамиля, они говорят, они уходили. И пока уходил обоз с женщинами, детьми, тот, кто не мог воевать, молодые оставались воевать, а они отстреливались, не подпуская казаков и остальных. В нужный момент эти же чеченцы становились уже не мирными. Но даже в этот период, я же к чему это говорю, были мирные, были вольные, независимые, враждебные. Потому что к Шамилю тоже было неоднозначное отношение. И неправда, что его все в Чечне любили, восхваляли. Это неправда. Не то, что Шамиля. Даже те, кто стоял рядом с Шамилем, являясь этническим Нохчо, его ненавидели остальные Нохчо, потому что он стоял за Сюле. Но у них понятие было немножко иначе. Опять же, это немножко религиозная тема, я не хочу туда вдаваться, но они были настолько вовлечены его красноречием, опьянены его красноречием, вот этого шариатского государства и всего остального, многие отдавали, без всякого зазрения, отдавали свою жизнь за Газават. Я про новший народ говорю. Когда слова и дела совпадали, когда не было того, что там сюли, не сюли, вот они в то время хотели быть единым государством, в котором ислам превалирует,
А остальное неважно, какой бы ты был национальность. Но проблема в том, что в конце концов они были обмануты, и они поняли. Вначале было так, что более богобоязненный, более профессиональный, несмотря на национальность, должен был стать следующим имамом. Там Чечни, Дагестан или без разницы. Но в конце уже пошли разговоры о том, ну там было ряд моментов, я сейчас не хочу углубляться, как-нибудь я вам тоже это расскажу. А уже начали говорить, что следующим имамом должен быть сын Шамиля. Сын его, да. Из-за этого началось. Гази Магомед, или как его звали? Не Да, Гази Магомед, да. Газимулла, ну как-то его имя сейчас вот догорелось. Но, и То ли тогда, Гамзатбек, то ли Гази Магомед, как-то его звали, да. Гамзат-бек и Гази Мухаммад и Гамзат-бек это были первые. Первый, второй имам был, да. Но в честь его кого-то был назван. Да, кажется, я сейчас врать не буду, выскочил из головы. И тогда на этом диване уже война, это был 1840, это уже после победы, после двух величайших побед, которые одержали. Это Ичкеринское сражение и Даргинская победа, которые одержали оба Гази Магомеда, одержали одни из величайших его наибов и полководцев чеченцев. Но я к чему это сейчас хотел сказать. Они сказали, что следующий имам будет тот, кто шустрее и быстрее. Это Хаджи Мурат сказал, тот, у кого сабля острее будет. Сабля, не, это не Хаджи Мурат сказал. Это на диване, именно там, уже когда начали эти разговоры идти, там да? они сказали свои. Я не знаю, может быть, это и сказал и Гаджи Мурат, но факт то, что Уайчари, и тут произошли первые некоторые ссоры по колебания. Но там были и между найбами тоже недоверия. Почему? Потому что поставляли найбов. Некоторые найбы, к сожалению, начали друг друга подначивать. Ну, вот это сражение, когда чантийцы прогнали Сюли, который Чентмуак, они в надежде хотели, что поставили Найба туда, этого наибства поставили Сюли и думали, что он будет управлять, но оттуда вот Ченты собрались после того очередного, и так народ был в очень ужасном состоянии и не мог заплатить ни закят, ничего. Отказались они ему заплатить, отказались, да, и прогнали. Отказались платить, но тот начал возмущаться, и что произошло? Они подняли бунт этого наибства и начали. А эти Сюли рассчитывали, что им в Шарое помогут. Шароа, сейчас в Шаройском наибстве. И побежали туда. Само собой, и Тумхалшар Ул-Улямы, и Шаройцы, и Тумкалинцы, чантийцы погнали за ним. Чанты, Зумсуа, само собой, все, кто там знает, что их больше. Но в основном там говорится Чанты. Они погнались, а Эр-Шабаба, она Шарк Эльбол, належно. В надежде, что шаройцы, они думали, что шаройцы это вот ближе к нам. Но шаройцы объединились, наоборот, со своими братьями чантийцами и начали просто-напросто вырезать их оттуда. После этого эти наибства они потеряли. Потеряли Кисюли Тигицахватин царь наиб. Не поставил. И люди, там говорится не только о шаройском или чантийском наибстве. Там речь идет и о шатойских наибствах, тоже начали люди возмущаться. И вот это доносили то, что политика, которая была сделана имамом Шамилем, он переселил определенные общества в Малую Чечню. Я не буду называть, какое общество, но он поселил их в Малой Чечне. А с чеченцев взял Акинский тейп Дживой, Жай, поселил их, наоборот, туда, ближе к ауховцам в этой области. Чунгруай некоторых и Жай. И сегодня не знающие люди, которые переселивших туда
Почему? Потому что расчет был такой. А эта методика идет еще со времен Александра Македонского, со времен Дария. Они переселяли на окраины, а с одной окраины переселяли определенное количество обществ в другую, чтобы, не приросшись к этой земле, они всегда друг на друга доносили, и он обладал информацией. Понимаешь? Вот то же самое хотел сделать Шамиль. Но Шамиль ушел, а общества остались там, где жили, потому что уже прошло определенное время. Да и люди уже туда-сюда переходить не хотели. И так получилось, что ошибочно безграмотные люди некоторых чисто Нохчи Тейпа называют шум сюили махкашта, шу сюилиду. Вот эта ошибка еще с тех пор, вот это, грубо говоря, мина замедленного механизма существует. Это касается не всех тейпов. Но есть те, которые тейпы, которые остались среди сюили и переняли их язык, хотя чисто цейца орум цанох чуть больше, тана щаща церцани до церах до бош ашпешку. Немного, но есть такие. Ну, то есть они их язык переняли. Но, как говорится, Шамиль Башлам, вкраток, кто Шамиль для нас, лично для меня. Ну, Заур, кратко объяснить или ответить на твой вопрос я, к сожалению, не могу. Для каждого человека Шамиль или враг, или друг, или великий наиб. Это для каждого человека по-своему. Вне всякого сомнения, я без преувеличения скажу так. Биноевцы, Шуануай, Бенуай, Белхтуай, Дишни, многие тейпы, которые сегодня живут в Восточной Чечне, потеряли очень много. Многих людей потеряли родные земли. Особенно Шуануай, Бенуай, Энгнуай, они потеряли очень много. Благодаря вот этой экспансии биноевцы, многие биноевцы оказались сегодня в Иордании. Многие биноевцы оказались. Вот этот Бено-юрт, который основан Теркистя. Кто не знает. Чургюрта диама вельнаю Бено-юрту шметтик. Благодаря вот этой вот политике, так сказать, они были воинами. Воины были все, но так получилось, что в самое воинственное место попали они. Пострадали они. И многие, конечно же, и у Бена есть на это причины. Есть причины. Очень много потеряли земли, очень много потеряли однотейповцев. И плюс ко всему этому самыми надежными, самыми воинственными уляхил при первом, втором имаме Бену. И как бы нет бы сказать, да, вы наши братья, вы нам помогали. Вместо этого они начали оскорблять одного из самых легендарных национальных героев чеченского народа Байсангура Биноевского. А биноевцы такие вещи не прощают. И на то есть, он-то, конечно, национальный, он для всех. Но я вообще говорю, тут же мы не должны забывать, одно дело национальное, но под национальным воем тейпа модей обязательно. Первый, если у нас нация, второй тейп модей. И если и национально его оскорбляют, еще и тейп его оскорбляют, это, конечно же, биноевцы. И они имеют право, как грубо говоря, право и понимание насчет этого, что есть ненависть. Ну, извини меня. И я не скажу о гендергноевцах. Гендергной доктейп, ну. Аларуай, гендергной. Ну, Айса, гендергно. Сувален Ваци, Уросбашталь. Сувален Цолатер, но имеется в виду, он организатор. Стратегом был. Да. Он стратегом был, но у них стратегия была. Мы же не должны называть, что наши предки были. Нет. У них была стратегия. Во-первых, Уаймах со всех сторон был окружен. Это раз. Мы воевали, мы уходили в горы. И единственный выход, еще раз прошу вам сказать, как подкова, со всех сторон уже была царская Россия. Со стороны Грузии была царская Россия. С другой стороны были осетины, там же были ингуши. Они все были на стороне царской России. Да.
этой стороны был Дагестан, Кумыкия, они были на царской России. И оставался только маленький выход. Если что, чтобы давала кедекда со стратегией еще махали, хочешь войны полностью кольцо захлопывалось. И мы фактически стратегически отходили. И момент Эртига. Второй момент. Шамиль к тому времени уже 4 года воевал. Все-таки у него опыта было. Если что, Сюля Хавалина, Харвой, Темохеру, Имамхеру, Целях, Берша Хакиетарбу, Туамбяш, Атхердуан, фронт расширить. Там был ряд вопросов, которые Айса не просто так, не Айса один его принимал, во-первых, для начала, а принимали в то время именитые полководцы. Хотя Сюли так не пошли все однозначно, хотя многие из Дагестана пошли за первым имамом Кавказом шейх Мансура, но Сюли не все пошли. Этот Нацулхан Аварский. Хотя были Сюли, которые отказались от него и пошли за шейхом Мансуром. Умки все почти что пошли за шейх Мансуром. На Лезгуй все пошли за шейх Мансур. Я не знаю, лакцы тоже вроде бы были. И курды пошли за шейх Мансуром. Но Сюли тоже как бы частично тоже пошли. Это опять же я говорю к чему? К тому, что те решения, которые были приняты в то время, мы не можем их осуждать. Мы не можем говорить, они в то время был Шамиль, не было Шамиля. Боевые действия шли, но они шли не как регулярная армия при имаме Шамиле, которая была создана. Они шли стычками, то есть где-то там Воларди Ацан кучкнут в Амбур, Маслабаз, Гемчигау кучкнут в Амбур, а объединенного, единого не было. Единой централизованной власти, чтобы как-то отражать. И у них это и у них это получилось. Вы должны понимать, на период Кавказской войны не было ни одного государства в мире, которое могло противостоять Российской империи. Жандарм России, жандарм Европы его называли еще в то время. Ни одного государства не было. И ни одной армии не было столько, сколько загнал сюда в царское время, загнали они. Почти полумиллионную армию была подтянута на Кавказ. До 300 тысяч, да, 300-360 тысяч. И это, не забывайте, не только там, грубо говоря, Чечня и часть Дагестана. И это западный Кавказ. Это наши братья адыги, черкесы. Хотя среди них тоже были более воинственные и более про, так сказать, сегодня. А дальше это ваш. Итог, Заур, итог таков. Мы узнали, на что способны мы. Мы узнали, если бы, Заур, в то время мы и наши предки не поступили бы так, сегодня нам было бы намного хуже. Почему, я объясню. Мы обожглись, мы знали в то время, что происходило, как происходило. Ой, мы уже сейчас, делая выводы того времени, умные люди не повторяют этой ошибки. Но есть и те, которые не умные. И это привело к тому, что я не хочу сейчас приходить к этому, к тому, что произошло. Что произошло? Знаете, есть такое выражение, Башлам, что народ, который сражается, выживает, а который не сражается, погибает и исчезает. Это заметно во многих местах. Я привожу пример, допустим, возьмем, я не буду его имя называть, он живой, ныне живой, он выступает на конференции независимости Грузии, кажется, это в 90-х годах. И он говорит, вы мужественный народ, грузины, вот
вы наконец-то добились независимости, вы братья наши, и он выступает на это. Я смотрел это выступление, и потом этот же человек, и с ним еще остальные, при возникновении вопроса в 2018 году, это конфликт как раз, и он говорит, вот воевали вы, и чего вы добились, вот столько вас погибло, вы ничего не добились и так далее и тому подобное. То есть он упрекает нас в том, что у нас произошло то, что произошло, являясь нашим единокровным братом. А там он говорит, вы молодцы, то, что воевали и добились своей независимости. Здесь он не говорит, вы молодцы, вы попытались, у вас не получилось. Понимаешь? Вот в чем я говорю. Манипулируют. Манипуляция происходит. Вот эти вещи мы должны быть, вот эти вещи мы должны намного быть грамотнее и умнее. Мы допускаем ошибки. И пример Йонас Ялуш, как пример, может быть, многим не понравится этот пример, но и все же. Это простой бытовой пример. Во время Первой Чеченской войны у не всех домов были подвалы. И мы поняли, что когда начали летать снаряды и бомбить, самый лучший был тот, у кого был хороший подвал. Помнишь? И после окончания Первой войны массово все, кто строил новые дома, начал строить сперва что? Подвалы. Массово строить. Почему? Потому что понимание, осознание того, что мы прошли через это. Почему сегодня и во время пандемии я и писал об этом, и видел ролики как раз по этому поводу. Говорили, ногчи тебе отлуж, буялман, ногчи гори ложи. Не потому что умирали. Нет. И многие даже не поняли психологию чеченцев, почему они покупали, закупали это все. Тебе отлуж. Съели бы? Нет. Я знаю по себе, наше село было окружено, и где-то месяц не давали с нашего села выходить. Месяц Дармяцу полностью. Мы-то под Ханкалой были, и нас окружить там вообще ничего не стоило. Окружали, не могли машины ни заехать, ни выехать. Село большое. Есть надо. Люди уже начали там какие-то макарошки, телганила, яйца, арждам дала, ардмуха дала. Все начали есть. Потому что такова природа человека. Я вам сейчас привожу пример для чего. И в том числе моя мать, Шеш дой ардала, у адир дала, дейлду абамадон. Я за это люблю наших и матерей наших женщин. Ноги мы им должны целовать. Халга уардна шехкин. Мало того, что они воду таскали там, орган чубелхай, церхи малхахалит. Тачк наш ястха, юртер зудри, гаш. Раз, два, 3, 4, 5, Аргунский мост, 6. До Гудермеса, базар был только в Гудермесе. Гудермесе Айер, есть Шейлайер, не помню, чтобы не врать. Шейлайер на отцу. Базарьер, я умёкш. Пешком. Халга тотчул, уардан цане. Уйрин дабаган. Гаш. Цигар. Герзнеш. Цухайна. Сигарк ушочун сигарк. Шекер. Ислушек. Масергер ахшиш лахадин дойчеркер. Уарднаш гаш. Чтобы чуть больше нахан мацебалит. И это был, вот когда пандемия случилась, это был инстинкт самосохранения. Если вдруг получится так, что произойдет что-либо, у нас всегда должен быть подвал, у нас всегда должен быть сахар, мука, масло, мы должны выжить. Понимаешь? Вот это
все понимание закаляет дух, и мы готовы ко всему. Поэтому мы закупаемся заранее. Я умею свой вою орела. Яйца, картофель, шекердам. Вдруг туамбербу, вдруг бомбить-тирду, а вдруг гархарю. И я знаю много моментов, люди, которые даже и ЦИША, хотя есть центральное отопление, ой, за отопление, баса, центральный свет Юрша, покупают генераторы. Потому что на целую нашу улицу был 1-2 аккумулятора, один телевизор, все сидели вечером, смотрели в этот маленький синий экранчик, в котором ожидали, что война закончится. Мы это были еще в то время дети. Тот, кто был. И через это все прошли. И поэтому сегодня ночью готовятся ко всему. Подвал ее, запасом, я холит, мотор юец, предыгду. Почему? Потому что мы всегда готовы к худшему. Чтобы не было такого, что-либо началось, а мы лежим там, заплывшись жирком, Почему? Потому что в таком случае этот народ перестанет существовать, и он сдастся сразу. Сразу сдастся, он не будет. А народ, который более или менее думает о будущем, всегда пытается запастись, чтобы это отложилось не только за счет войны, которые были недавно, 2 войны, а за счет того, что во время депортации мы испытали это. Голод, холод. То есть это отложилось, понимаешь, 50 лет, 100 лет. В любой год дикум теля чакичхл вешуа. И баккачар о шумду гуртара отунах. Сан не бахч. Бахч гиреон. Гуртарю кашай кич. Если что, раз бахч хаячара. Сега тиг, шайк, чего раньше это было. И те, кто знает, что в любой момент может быть и хакичи хили шухайхум. Любой дикий вот эдач. Ночи ухаться уж кичхли вешу. Массухума. Отцапьечел и шакшуй, бараншуй. И милла и Аллах, какого бы они происхождения не были, они возьмут телефон. О, чеченцы боятся умереть. Нет. Чеченцы не боятся умереть. Пока ты с Васей, Петей кормил его, давал арбузы, счастливо вам, сынки, бейте их, говорил, чеченцы выживали. И сегодня, альхамдулиллах, более или менее стоят на своих собственных ногах. Не за счет того, что ты, как ты прогнулся, давал арбузы, бегали, хлебы бросали им, а за счет своего, в первую очередь, Всевышнего Аллаха, в вторую очередь, за то, что дух и этой земли, и наших предков еще зыждется в нашей крови. Хороший ли, плохой ли, это другое. Понимаешь? Каждый по-своему добивается результата. Кто-то сразу став буквой Г, а кто-то достойно сопротивляясь и потихоньку выстраивают свою национальную идею, свои национальные интересы. Ни персы, ни турки, ни американцы, ни кто-либо другой. Это дыхара, ты должен быть нохчихал вешо. Хай оман дахил вешо. Хай махкан дахил вешо. Хай юртан дикник деш. Хай гдолштик. Но если дикник цел, не будь ты паразитом. Не пытайся ты всех стравливать. Не пытайся ты кого-то там что-то сделать. Когда нас не трогают, мы не трогаем никого. Но мы говорим, худо-бедно, аж твой лач и тхахал дочхана, тхаци аячхана, аж лач и. Но шейхан я говорю,
Ekoçarıyor. Şaş ha etse giyoniye o ayrılıyor. Sayılle o ülletari. Это на подсознании. И сами наш народ, и сам наш народ ни в коем случае не должен никогда, ни при каких условиях брать чужого. Никогда. И Бали долго. Вы нелак üşmedetsi. Нернаг амаец хайниг ларье. Хай геройслар бе. Хай истории ларье. Поэтому, еще раз, Шамиль для кого-то герой, для кого-то не герой, предатель, а для кого-то, для таких, как я, это просто историческая личность. Ну, знаешь, Башлам... Точно так же, Найбу Шамиля, для кого-то со стороны Сюли Баунаса, они были соратниками Шамиля, и они красавчики. Для кого-то они предатели, а для кого-то они просто чеченцы. И мы не должны ни в коем случае за счет этого сегодня паразитировать всех. Никто не виноват, к сожалению. Хорншец иступы. Мы не говорим все. Сегодня проблема не в том, что Шамиль такой или сякой, нет. Но вы не хотите признавать, что Байсангур был с ним. Этого не хотите признавать. Вы не хотите признавать, что Аух исконно последние 500 лет, 1000 лет, я не знаю, 200 лет принадлежит Нохчи, которые там живут. Был и будет их всегда. Вы не хотите это признавать. А значит, есть эти проблемы. Ты знаешь, Башлам, по поводу имама Шамиля, все-таки он же представлял всех нас, весь наш народ, который шел с ним и умирал. Это как бы не относилось, и он же не один это все сделал. Это целые поколения ушли, погибли. То есть 25 лет это целое поколение. Он представлял всех нас, поэтому если мы отвергаем его, то мы фактически отвергаем и все тех, кто шел за ним. То есть это он... Никто его не отвергает. Не отвергает. Поэтому я имею в виду тех, кто отрицательно относится, он должен понимать, что это был наш представитель, наше лицо. А то, что ты говоришь аух или другие вещи, знаешь, Башлам, ведь со времен империи на Кавказе произошли же огромная историческая несправедливость произошла. То есть коренные народы, аборигены уничтожались, и эти территории раздавались другим народам задарма, бесплатно. Да я согласен. Но вопрос. Да. Нет, это известный факт. Да. Но, извини меня, сегодня тебе... Вот я тебе примерно скажу. Возьмем сегодняшний пример. Ты знаешь, что, и ты видел, знаешь, ты должен знать. Есть программа по заселению Сибири. Сибири и Дальнего Востока, да. Дальневосточная. Да. Дают гектары земли, дают все, что угодно. Тебе никто не будет ничего говорить. Чистейшая природа, великолепное место, все там есть. Да, чуть-чуть холодно, но есть и свои плюсы, там супер и так далее. Вопрос. Почему ты или Кавказ, который самый густо заселен, не едет туда, за этими землями, и не сидит там, и не пытается там сформировать свой анклав? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Они задаются бесплатно. Да. Они раздаются сегодняшним государством, но никто не едет. А то, что когда-то
Я сегодня считаю, это отмазка, чтобы не отдавать их, все списывать на империю, говорить, вот империя, вот империя. Хабиб, олимпийский, а чемпион UFC, сказал в интервью, мне понравилось то, что этот момент, я это напоминаю, чисто за это его можно уважать, уже за другое. Он сказал, когда чеченцев депортировали, Я слышал эту историю, нас да. переселили, и мы жили в домах чеченцев. Вернулись, да. Но когда чеченцы вернулись домой, мы все оставили, ушли обратно в свои горы. Вопрос. Кому было запрещено делать то же самое, что сделал Хабиб и его отец, его дедушка? Так вот, я хотел закончить вот эту историческую несправедливость, если современная Россия начнет исправлять, или будущее какая-то страна, что будут делать те люди, которые сегодня так переживают, или же придумывают, или же считают это все своим. А может быть, ты не знаешь, что будет? Ты не знаешь. Буквально недавно был этот инцидент. Не прошло и 2 месяца. Кто-то сказал, распустил слушок в Дагестане, что Меликов отказывается, не будет ответственный за земли, которые будут отдавать, или спорные земли. Какой-то вопрос такой у них был. Сейчас досконально не вспомню, врать не буду. Так они подняли панику. Там чуть ли даже те, которые во спецоперации в Украине в масках на лице сказали, что мы вернемся с оружием, повернем это оружие. А против кого они хотели идти? Как ты думаешь? Да, вот вопрос. Они, это такое, это в любом случае, я имею в виду, Башлам, что эти люди, они должны думать и о таких вещах. Потому что ведь не только во время империи, но и во время Советского Союза это усугубилось еще больше. Вот эта ротация, которая происходила с землями, с народами и так далее. Оно же в конечном счете на круги своя все возвращается. Потому что сегодня, если мы же видим, что вот эти вот вопросы, они как мина замедленного действия, и государство начнет исправлять эти вещи. Хотят они или не хотят они. Понимаешь, сегодня земли адыгов отдали армянам, грекам и казакам, понятно, и так далее. Вот эти вот все азербайджанцам отдали лезгинские земли, чеченские земли отдали грузинам, осетинам, дагестанцам, ингушам, раздали. Грузинам там, конечно, вообще чуть-чуть. Но все равно, как бы там ни было. И то я не могу сказать. Почему? Потому что у нас претензий к этим пока мы не предъявляли претензий. У нас претензий вообще никому нету. Это у них всех к нам претензии. Они сидят на наших землях и еще пытаются предъявлять претензии. Какие они все-таки, я не знаю, недальновидные эти люди. Почему? А зачем им? Они будут время от времени учить нас жить, что мы должны сделать. То есть они будут время от времени показывать нам, как нужно исповедовать ислам. Мы будем поднимать восстание, мы будем воевать, а они будут кефир и сливки себе забирать. Это нормальная тема. Я думаю, что не настолько отсталые мы, чтобы позволять собой манипулировать и позволять себя использовать. Ты очень высокого мнения о нашем народе, очень высокого, поверь мне. Нет, дозволяют, и это видно. В последние эти 4 года я столько этого уже повидал. И вот поэтому сегодня мы с тобой и ведем разговор о том, что должна быть национальная идея. Понимаешь, у нашего народа национальная идея, которая заключается в изучении родного языка, в изучении своих адатов, искоренение всего того, что, к сожалению, болезнь, которая появилась под разным названием, наркомания, алкоголизм,
и так далее и тому подобное. Все это нужно полностью на корню выкорчить. Если нужно выжечь просто-напросто, хирургическим путем вырезать к чертовой матери, это нужно делать. И оно в некоторых случаях, конечно, оно все делается, но что касается, возможно ли национальная идея, если среди тех людей, кто должен как бы делать эту идею, нет общего понятия, идеологии, как оно должно происходить. Понимаешь? То есть я тебе объясню. Археологи должны отучиться наши, но во главе археологов всей республики должен стоять Нохчи. И все его замы в основе своей должны воспитать целую плеяду чеченских ученых. Историки должны быть в основном Нохчи. И не просто слово историк, что Нохчи, я сейчас сяду, напишу все, что я там думаю, бабайки всякие, ерунду всякую там от Васи Петрова до Лаудаева. Нет. Эхвал. Ищи. Найди. Измени. Исправь. Момент. Еще. Напечатай. Выпусти. И поясни. Вот эта вот книга. У нас почему-то, знаешь, как сейчас книги выглядят? У нас книги это просто тупо зайти в архивные материалы, скатать оттуда все эти материалы, распечатать книгу со своей фамилией и все, думают, ага, это уже книга. Это нет, это справочник, это энциклопедия какая-то, но это не история. Почему не история? Потому что у тебя пробелов, у тебя уйма пробелов в истории. Уйма. И ты говоришь, у тебя пробел в истории, ты начинаешь. Да, у нас пробелы в истории. Это все почему? Потому что нехороший Ваня сжег всю нашу историю. Ну, нехороший Ваня сжег эту историю. Сталин будет, так, будь он трижды проклят и гореть ему в аду. Но что мы всю жизнь должны дальше жить вот этими сталинскими байками и мабайками? Он когда-то жил, он когда-то это сделал. Нет. Нет, уважаемые. Мы должны, если он сжег, должны найти. Есть же в грузинских загажниках, мы же нашли вот материалы. Почему мы должны ждать, что какой-то грузин хороший должен взять, перевести и напечатать это за свой счет? Нет, не должен. Мы не должны там поехать сказать, вот там в музее есть много наших экспонатов. Стоп. Вы миллионы и миллионы тратите на всякую ерунду. Отправьте экспедицию из 40-50 человек, 20 человек на 2-3 месяца в Грузию. Оплатить им это все. Общежитие, не общежитие. Грант выдайте этим людям. Командировочные выпишите. Пускай едут, пускай работают, соберут все, привезут и напечатают все это. Понимаешь? Вот. Я не говорю, что этого не делать. Ну, ты видишь, вот сейчас я прошлую неделю говорил с Йони Успановым. Но поехали туда 2-3 человека от нас. Почему 2-3 человека? Даже если 5, почему всего 5? Почему не в каждом направлении по 5? Почему у нас нет направления взаимоотношений Грузии и Чечни? Почему у нас нет взаимоотношений по каждому? В истории я говорю. Почему у нас один единственный аланист, которому уже, да, я не знаю, болел он, живой, нет, я не знаю. Почему у нас нету людей, которые в хазарский? У нас везде одно и то же. И плюс ко всему этому, со всем уважением к нашим историкам, которые сейчас не живые,
они тоже подгадили столько, что мама не горюй. Есть определенные политические нюансы, которым им нужно обязательно, то есть если это период, грубо говоря, Ичкерии, нужно было обгадить период там советский. А если это советский период, надо было обгадить Кавказскую войну. А если это Кавказский период, надо было обгадить тех, кто был раньше. Это проблема. И это бич Российской империи, русской истории. У них обязательно в каком-то периоде кто-то виноват. И всегда это бывает предыдущие. То есть во время Сталина были виноваты все белогвардейцы. Сталин сдох, был виноват Сталин. Сталин ушел, виноват Хрущев. Хрущев ушел, виноват Брежнев. Брежнев, и вот так по периодам. А нельзя историю оставить, историю. Понимаешь? Вот в чем проблема. Мы говорим о единстве происхождения, о том, что хуриты и урарты наши предки. А каким образом мы пытаемся это перенести по истории хуритов, по истории урартийцев, государственный строй? Почему мы не пишем и не намекаем везде, что если это мы, значит, вот у нас вот такое было до нашей эры представление о государственности. А ведь посмотри, их башенные комплексы один-один совпадают с нашими башенными комплексами. Почему мы не говорим, что со времен урартийцев и хуритов башни строили на отвесных скалах, чтобы было так выгоднее? Потому что это так надежнее. Почему об этом нету книг? Конечно, мы миллионы джипы крутые даем, блин. Шоскус, снял, чемпион, все. А ученые у нас, как всегда, ученые. И еще раз я говорю, сейчас в эфире 17, 20, 50, без разницы. Если бы ты был бы, я не знаю, ингуш или дагестанец, может, было бы и 100. А если плюс ко всему здесь был не я и ты, а была вот с такими утиными губками какая-нибудь ляля, я не знаю, как ее назвать, какая-то бомбита. Я не сексист, не подумайте. Я вполне нормально отношусь и к девушкам, и со всем остальным. Ну, миллионы лайков, 10 тысяч человек, хай номере, это он подарок, это сетя. 100 тысяч роз, да, это у нас есть ноутбук, это он, и iPhone розовый, это он будешь. А здесь, несмотря на то, что 3 часа ночи, и многие должны спать. Ибрahim, сколько там в эфире сейчас людей? 19 человек. И я тебе даю голову на отсечение, что среди них человек 5-6 сидят нордийцы, которые просто тупо пасут, чтобы послушать, а потом какую-нибудь гадость вывесить. А может быть, просто-напросто до конца дойти. Не забывай, я начал эфир в 11 часов, 3 час ночи. И благодаря чему это все? Благодаря тому, что один из наших подписчиков, Мухаммад, изволил себе со своего, там, грубо говоря, валикум салам софику, со своего кармана, там, я не знаю, сделать перевод и поддержать наш канал, сказать: Башлам, вот чуть-чуть возьми донейшн и давай сделай эфир. 4 часа без остановки мы ведем эфир. Но благо есть еще энтузиасты, 60 человек, 77 человек в эфире у нас. Да, не 10 тысяч человек, да, не 1000 человек, но эти люди, они любят свою родину, они любят свой народ, они переживают за наше будущее. واخر ها предатели, ой, агар, ой, а и байрах молодости нарисовать нери, хасуркови цурт дари, абамицане видео ери. То извините, была бы возможность, может быть, я и с Саддамом Хусейном и Муаммар Каддафи сделал фотографию. Не то, что фотографию, кюк классин сурт я но у меня не было возможности. И это нужно знать. И сегодня мы не должны отталкивать сегодня ни грузин, ни абхазов, никого из наших соседей. Нохчи такого никогда не делали. И упрекать сегодня, вот Нохчи воевали в Грузии,
против грузин в Абхазии. Там было этот дебил, которого сейчас ночи достали, наши панкистские кистинцы, братья достали, и он сейчас удалил все видео, понял, что он был неправ. Наш злой Изя рассказывал, что 10 тысяч чеченцев воевали якобы в Абхазии против грузин. Он себе как представляет, что бы было, если бы там было 10 тысяч? При Масхадове, когда Масхадов был еще президент Ичкерии, при самом рассвете в Чечне, при Дудаеве даже не было армии, грубо говоря, даже 15 тысяч. То есть получается, что здесь, но это глупо, смешно. Но этот балабол болтал, ему кто-то писал, потому что питанцы, да, наши братья, чтобы не сделать фитну, не распространили эти сообщения. Ему писали тексты, ему отправляли деньги, ему говорили, что говорить, ему дарили пяс, ему дарили рубашку национальную и так далее и тому подобное. И ему давали деньги, вплоть до $1000, чтобы он их раздавал, якобы на поддержку этим. Имидж создавали. А ведь никто не верил. А это было. Хотя мы говорили, что это происходит. Никто не верил. А это было. В реальности оказалось так, что по всем показателям в Абхазии не было до 50 человек, которые должны были туда поехать, потому что было заключено соглашение. И то, я еще не опубликовал, вы увидите интервью помощника, нет, сына Звиады Гамсахурдия, который рассказал, я его обязательно опубликую, который говорит, во мне чеченский, я нрав, я среди чеченцев вырос, жил и многое другое. Почему? Я не про войну, запомните. Я именно это для тех грузинов, которые говорят, что чеченцы воевали против Абхазии, и что этот момент нужно педалировать и вот обращать на это внимание, чтобы острить и поставить нормальных грузин, соседей, против чеченцев. И плюс подпортить отношения внутри Грузии, подогревая, потому что в Грузии есть кистинцы, которые там живут 200 лет без малого, и которые граждане Грузии, которые кровью, молоком все впитали в себя. И их, чтобы задевали, говорят, вот они воевали, а вот вы их принимали. Но стоп. Во-первых, я не буду вмешиваться, но есть официальный документ, в котором абхазский президент награждал определенных людей не с нашего региона за участие в этой войне. Это раз. Во-вторых, я не защищаю, я не говорю, что кто-то прав в грузино-абхазской войне и так далее. Я не буду туда влазить, это их личное дело. Но истории чеченского народа было достаточно моментов, когда грузинские генералы, полководцы вторгались в Чечню совместно с царской Россией. Чечане, начнем с Чечани. И воевали Цациане, Багратион, и воевали против чеченцев. Да. Мишани, который давал приказ в конюшне сжечь, расстреливать. Айбахи, да. Иосиф Виссарионович Сталин, который сказал депортировать и убивать, депортировать чеченский народ. Берия. И Берия, который приложил к этому сначала Берия, а потом последний Сталин. Сталин, да. Мы за счет этих негодяев не обвиняем грузинский народ. Лучший друг моего отца Григорий
Оливерович, Томас Григорий Оливерович, его фамилия была. Грузин был. Лучший друг моего отца. И у них никогда не было этих проблем. Никогда. Это и так далее, и тому подобное. И в многих местах, в многих роликах достойные сыны грузинского и сыны, и профессор. Это видео я тоже опубликовал, кажется, уже опубликовал. Он говорит, мы с чеченцами разобрались. Мы поговорили уже по этой абхазской теме, по всему остальному. Это не весь народ. 2-3 миллиона чеченцев и люди, которые обязаны по своему военному уставу что-то делать, это люди, которые выбрали профессию. Это их профессия. Но весь народ ни при чем. Пока все эти герои и любители всего грузинского щелкали клювом, чеченцы вытащили Звияда Гамсахурдия, первого президента Грузии, демократической Грузии, привезли его в Чечню. Под свой страх и риск и все остальное. Чеченские самолеты с медикаментами, с мукой направлялись в грузинский Тбилиси, когда там была сложнейшая ситуация. Об этом есть видео, и это есть ролики. Не мои, а людей, кто был там и участвовал. И я это рассказывал. О чем это говорит? Да, о том, что нормальные кавказские национальности и соседи умеют жить у нас достаточно хорошо. Это же касается не только грузин. И сейчас вы думаете, я только там грузин. Нет. Это касается и адыгов, будь то это в лице кабардинцев. Это касается и кумыков, которые во время депортации говорили, это могильные плиты наших отцов, и не позволяли чеченские могилы уничтожать, чтобы из них делали свинарники и конюшни. Это кумыки, которые брали чеченских детей и говорили, это кумыкские дети. Это андийцы, которые брали чеченских детей и говорили во время депортации, это маленькие андийцы. Это не чеченцы. И которых с тех пор осталось, это Тайпан Андиу. А на самом деле сдаешь ДНК, он чистейший ночи. И многие этого или не знают, или по-своему не понимают, болтают и чешут. Многие не говорят, почему после депортации, когда вернулись, когда лакцы и аварцы не покидали чеченские земли, точнее, ауховские дома и мечети, кто их приютил и кто рядом с собой поселил их? Кумыки. Стоит отдать должного, были и такие случаи. Да, я не говорю за всех, но в основе своей это были кумыки. Да, среди них тоже есть бабаи, которые там говорят, наши земли до самого Владикавказа. Без таких д'Артаньянов жизнь была бы неинтересна. А что нагайцы? Нагайцы что, заселяли чеченские дома во время депортации? Они отдали дома. Они не разрешали селиться. Это нагайцы, не самый большой представитель народа, который живет в нашей республике. Даже евреи не занимали наши дома. Ну, что уж говорить о евреях, которых, ну, сейчас их нету вообще. Да, ну, были, которые да. были, да. Вот. Нужно отдать должное отдать. Есть уважение. Есть уважение к тем братьям Валаям, которые отдавали свои дома, сами селились во дворе маленьких домах, и больших дома отдавали беженцам, делились бесплатно своим хлебом. Такое было. Но я не говорю про вторую сторону. Вторая сторона тоже была. Была сторона, вторая, если мы так вот сейчас прямо пойдем быстро-быстро, если была та, которая со стороны Грузии не запускала беженцев, была та Сюли, которая вот здесь они через воду переходят, чтобы в Аух не переходили мирные, сдавали, и там прямо переходя через воду брали чеченцев, беженцев. Были такие.
были анды, которые не хотели допустить ни в коем случае мирных переговоров. Были умки, которые и так далее и тому подобное. Я точно так же могу пройтись и в обратную сторону. Было и хорошее, было и плохое. Но факт, что это нужно знать, и это нужно всегда взвешивать. Чего же было больше? Хороших отношений или плохих? Я же не говорю, что мы Божьи ангелы, что мы, опять же, богоизбранный народ, что мы лучше всех. Нет. Ни в коем случае. Ой, это вождилище. Но вся наша проблема в том, что мы чрезмерно самокритичны. Война. Особенно цацбер, ой, хэр дуй, и хэр иш дуй, что больше. Одним из первых людей, который все портит, это в первую очередь ты, который так говоришь. Плохое о нас все равно будут, плохое рассказать о нас будет достаточно соседей, и без всяких проблем. Поэтому историю изучать надо, знать надо, интересоваться надо, делиться всем этим. Но в меру, все должно быть в меру. Все должно быть в меру. Мы должны знать самое важное. У нас мы не упрекаем соседние народы, мы не упрекаем никого. И не надо говорить вот поучительными, нравственными, какими-то высокими, апеллировать словами, что вот другие должны были это сделать для нас, другие, да мы не должны никому ничего этого говорить. Если в них есть мужество, если в них есть разум, они это и так должны сделать и знать. Но есть и те, которые не то, что ты намекаешь, ты прямым текстом говоришь, выйди из не своих домов и отдай и дома, и мечети, и земли, не свои, отдай тем, кому они принадлежали. 70 лет эти люди не могут вернуться. И что мы в ответ слышим? Им взамен дали компенсацию, взамен это дали. Не дали ничего. И никакая компенсация, хоть 10 миллиардов, не заменит отчий дом. Я клянусь Аллахом, я бы хоть 10 миллионов долларов мне принесли бы, 10 миллионов долларов, миллиард долларов, я бы не отдал бы свой отчий дом. Сайде кэрч астаур бацак. Я бы не дал. Ни кусок бяркелар лат никому. Из-за сакоманду самохбу санохчик войдуй. Если так посудить, если ты продажная шкура, валлахи, я говорю 10 миллионов долларов, миллиардов, тагалеш дина, соючу проблем, что уверен, что около 70-80 гонюка, а может быть 2-3 человека. Я не плачусь, я не прошу ни у кого ничего. Херьются отбочать, но я, и несмотря на это, какие бы баснословные деньги не предлагали, я бы не дал. Но и чужого он не взял. Я ездил много по России, я ездил и не по России, в многих местах. Иногда, когда я был в Тверской области, когда я люблю рыбу ловить, я люблю хвойный лес, когда я видел эти места, я думал, але окка сэнта ценудин, цей ногчи, балин, такие, по молодости такие, дастыч фантастиш в голове у меня были, красивые, реально Россия очень красивое государство, но одно из самых больших государств в мире. И здесь очень много красивых мест в России вообще, в Сибири. Кто был, кто не знает, но красивых мест очень много реально. Да где нет, но
как говорится, митчера аван, и ночью чуть должен, а проехать Мадины, а тебе хочется упасть на эту землю, целовать ее, и ты знаешь, это твое. Это твое, это здесь все сакральное, которое оставили нам наши предки. Да, согласен, Европа, Америка, все красиво, везде красиво. Может быть и лучше даже. Но это не мое. Я не имею на него права. Мое право – это земля моих предков. Мюлха мижги вага, жикти ва хуаяга, ханзам дайрю, шеник шендусерду. От эяни лөси, бяч макбо, шешец аурю. Ханзам езмасума. Нохчичу, нохчичию. Это что? Хильещу. Ойгер хайок стацахальч. Диша диз, деба диз. Даха диз. Цадиз чан хуттра. Пис рила цадиз. Бусу бхальч ан мекшдер ваем шадер статердер. Опять же мы возвращаемся. Спроси у турка, кто для турка самый лучший. Турк скажет, моя Турция. Спроси у араба, кто лучше. Араб скажет, мы лучшие. И они правы. Это Богом им дано. А почему не дано это моему народу? Почему я не имею права видеть ногти архитектора, ногти историка, ногти биолога, химика, ядерщика, физика, лауреата Нобелевской премии ногти? Я что, этого не заслуживаю? Я что, уделен? У меня что, не два уха, не два глаза? Или я чем-то обделен, чем евреи, русские, англичане, все остальные? Нет. Или те же, я не знаю, Сюли и остальные, там, Волга и остальные. Я чем хуже, что ли? Нет. Почему я не имею права говорить Сунсай Англиез, Сунсай Нохчелдиез? Кто имеет право мне это запретить? Никто. Всевышний Аллах дал это право мне. И когда я уйду к нему, он это право у меня отберет. Я не говорю, что другие плохие. Я других не осуждаю. Я осуждаю только тех, кто пытается посягнуть на мое право, чтобы я говорил о простых элементарных вещах, о любви к родине, к своей культуре, к своей традиции, к своей религии. И разницы нету. Я прошу, не трогайте территориальную целостность нашу. Не пытайтесь сюда ко мне засовывать, я не знаю, специалистов там, не знаю, под разными шкурками. Да, конечно, это проблема. Сегодня развитое государство нанимает делает вкрапления иностранных каких-то там бизнесменов и всего остального. Но это обозначает, это определенный переходный период, когда ты можешь использовать специалистов разных профилей для определенного периода. Ты зачем его приглашаешь? Зачем японцы, немцы приглашают самых лучших музыкантов, хирургов? Знаете почему? Они и готовы им переплачивать, и американцы. Это элементарно. Потому что когда этот человек придет и воспитает плеяду таких же умниц и умников, он уйдет на достойную пенсию, покой. Но дальше все будут представители этого народа. Дальше это будут ногчи-биологи, ногчи-химики, ногчи-медики и так далее и тому подобное. Но нужен определенный период, чтобы научили. Сегодня наши умники и умницы, ногчи, молодежь учатся в лучших
Сорбонн, Кембридж, Гарвард, они же учатся в Европе, учатся в Америке, учатся. Вплоть до Малайзии, Индонезии у нас есть бизнесмены, которые учатся и живут там. Кто им запрещает? Нет. Никто. И если у них есть финансовая возможность, есть все остальное, я более чем уверен, если они воспитаны достойным образом, они захотят передать эти знания во благо своего государства, своего народа. И они этого не сделают никогда, если увидят разобщенную нацию маргиналов, которые говорят: «Со крутой у, со дуахшду, со крутой у, со онду, со крутой у, со гаргерзду, со крутой у, со, там, не знаю, альмешу, со крутой у, мешьяс хак унзел бошу». Вот таких, если такое увидят, никто не захочет сказать: а я, всю жизнь аудал шершу, аудал шисаришу. Да, конечно, там разные плюрализм мнений, там должны быть разные мнения. Я не утверждаю, что мы должны, как Северная Корея, все под одну дудку. Нет. Я говорю о том, что есть люди, есть мнения, разные мнения, но исходя из всего что-то создать такое прекрасное, которое будет вести тебя и твой народ, и твое будущее, потомков твоих, к чему-то лучшему. Через призму истории. Вот для чего мы обсуждаем там Шамиль, Дикдини, Одини, Хари, Ожи. Шамиль, еще раз, показал и наши непростые места, оголенные места, и показал наши сильные места. Тот, кто изучает историю, он может понять это. Но и внес некий раздор. До сих пор его нету уже с нами, грубо говоря, через... Так, в 59-м он сдался, договорился, не знаю. В 59-м его уже нет, уже капитуляция. Получается, в 2059-м будет 200 лет. Грубо говоря, где-то 170-180 лет прошло. 180 лет прошло. За эти 180 лет это 100 лет 4 поколения, 150 лет это 6 поколений, 175, 7 поколений сменилось с тех пор. 7 поколений. Через 7 поколений мы до сих пор не можем прийти к единству. Почему? Так почему же он был или хорошим, или плохим, или нейтральным? Мы не можем прийти. Почему? Потому Причина есть? Причина должна же быть. По сути, и опять же, мы же говорим о том, что должны мы все думать одинаково. Нет, мы говорим о другом, Абашлам. Мы говорим о том, что ведь должна быть причина того или иного деяния. Например, выселение. Нас выслали, да? Причину. Мы до сих пор не ответили на этот вопрос. По какой причине бы мы были высланы? Это мы оставим на завтрашний эфир. Потому что я уже чувствую, меня просто-напросто от сидячего образа вырубает. И плюс я боюсь, что уже на завтра на эфир мне может не хватить. Сахам Аллах все это самое, Башлам, за границей, дайте еще луждойхоны, донат. Через YouTube, да? Да, такой же канал у нас, там есть Ибраим Бошу. Если вы этому Ибраиму написать, там, спросить, как можно отправить донат, там есть программа Donation называется. И сейчас мне буквально, кажется, не в прошлую,
позапрошлые выходные одна сестра прислала донат, и он дошел. Хорошо, ну через YouTube это и Инстаграм Башлам Чувал видит через YouTube, да? Нет, точно так же в Ютубе набираешь башлам.39 Да. лайв, и сразу или Башлам Чимай вбиваешь, сразу канал выплывает, он с таким же логотипом. И там этот Ибрахим, к нему, если что, спрашивай. Да, там просто зайди в любой ролик, напиши Ибрахиму. Ибрахим, как? Там на нашем сайте указано. Башлам, это вот буквально одно слово. Я, знаешь, это один ролик смотрел про Тамерлана, там, когда он пришел на Кавказ, когда в Чечне бои шли, и когда он начал походы в горы ходить. И там рассказывается история, я потом ее либо тебе пришлю, либо это сам расскажу. Он говорит, рассказывает, что там начал разрушать башни, замки в горах. Все, ничего не щадил. Разрушал каждую саклю. Нет, я хочу досказать. И там он описывает одну гору высокую в Аргунском ущелье, Башла как-то он называет, видно, и Башлам Молчанов. И напротив него стояли, говорит, одни построили из нескольких башен замок, которые это самое, ну, стрела не могла долететь. И метик и вот оркчу, вот Башлам дехал лет, что мясертеш, и метик мясертеш, сэр, юцик, категия, моя. Не говорю так. ما قدرت أقبش لهم. دوت أقارا شو قايسة. ما قدرت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وتأكيد سحسو بديلا حوينت аккуратно. Ага, все. Друзья, сегодня, наверное, я слишком много у вас отнял времени. Огромная благодарность моим, так сказать, 4 брата и 1 сестра. В первую очередь я благодарю тех, кто поддержал наш канал, потому что для жизни нашего канала нужна, как говорится, поддержка. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто сегодня задонатил. Неважно сколько и что, но важно, главное, ваше внимание. Огромная благодарность моим братьям и сестрам с YouTube-канала. Несмотря на то, что сейчас 3 часа ночи, 70 человек или 60 человек, это стоит очень много. Для меня, по крайней мере, это важно. Значит, вы любите свою родину, значит, вы переживаете. Я понимаю, что я пытаюсь максимально абстрагироваться от вопросов политики. И все же история – это призма, это жизнь нашего будущего поколения. Поэтому, если мы не будем знать прошлое, мы не будем знать, как восстанавливать, воссоздавать проекцию будущего для наших детей. Это самое главное. Это важно, это нужно. Без вашей помощи, к сожалению, без вашей поддержки, к сожалению, это не получается. Чем больше вы смотрите, чем больше вы лайкаете, распространяете, приглашаете новых друзей, раскидываете наши ролики или советуете, это большой плюс. Конечно же, как мне говорили, мои друзья говорят, у меня дома в Сане и Езера, чтобы аудиторию привлечь Езера. Мы с теми, кто любит свой народ, свою историю, свою культуру, географию. Не такие мы крутые, пафосные, чтобы там, конечно, хвастаться всем. Но историю мы знаем и рассказываем ее правдиво, доходчиво и поможем всегда, чем можем. С вами был ваш брат Башлам. Завтра постараемся встретиться или в 10, или в 11 часов, 22:00 или 23:00 по московскому времени.
Мы ответим на ваши вопросы. Завтра я зачитаю вам некоторые моменты из истории. Ну, вам больше такой формат нравится, когда рассказываю. Поэтому не теряйтесь, приготовьтесь, отдохните и максимально постарайтесь пригласить людей. Мы ждем всех. Всем огромная благодарность. Массера бюсталдех алёве. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если я каким-то образом вас обидел, задел или оскорбил его, или другой национальность, я прошу вас в первую очередь ради Всевышнего Аллаха или Бога простить меня. Я ни в коем случае никого обижать не хотел. Я лишь рассказывал историю о своем народе, доходчиво, понятно, так, как я ее могу вам рассказать, так, как я с ней ознакомился. Надеюсь, каждый из вас это впитает в себя и передаст любовь к нашей родине, истории, да и ко всему нашему родному. И мы сможем сделать вместе какое-то благое дело. Увидимся завтра. Алейкум ашар.